ему особое внимание уделяется и в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», в рамках нашего проекта, который мы на территории Республики Коми реализуем. И сейчас очень важно для того, чтобы понимать, в каком векторе развития этой проблемы мы движемся, его обсудить. Я очень рада приветствовать на этой площадке не только руководителей образовательных организаций нашей республики, субъектов Российской Федерации, но и наших давних партнеров. Это Маргарита Михайловна Колпащикова, председатель Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов. Для нас всегда важно знать и понимать видение этой проблемы не только со стороны государства, но и со стороны общественности. Поэтому, Маргарита Михайловна, отдельное спасибо за то, что нашли возможность, приехали и участвуете в нашей дискуссии. Уважаемые коллеги, я искренне надеюсь, что сегодняшняя панельная дискуссия даст возможность нового вектора развития этой проблемы, и мы уже через год в рамках следующего чемпионата сможем посмотреть, как мы реализовали те идеи, для которых сегодня мы собрались для обсуждения. Я благодарю всех. К сожалению, вынуждена покинуть, потому что хочу посетить одну из площадок Билимпекса, которая проходит на базе школы-интерната номер 3 города Сыктывкара, где участвуют наши самые молодые участники чемпионата. Поэтому всем желаю успехов. Спасибо огромное. Спасибо большое, Лидия Валерьевна. Как правильно отметила Лидия Валерьевна, проблемы наставничества, они у нас прям красной нитью проходят по федеральному проекту, по национальному проекту образования, в рамках которого реализуются различные нацпроекты. И в каждом национальном проекте есть система, которую мы должны выстроить именно по наставничеству. И основная цель всех проектов, если вот так обобщить, то примерно 70% обучающихся педагогических работников к 2024 году должны быть охвачены какой-либо формой наставничества, либо сопровождения. Перед нами стоит такая задача, и мы понимаем, что это действительно необходимое уже веяние данного времени, поэтому я предлагаю начать нашу дискуссию и рассмотреть региональную модель наставничества, которую нам представит Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствуем всех участников панельной дискуссии. И сегодня мы говорим о том, что на сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации сформирована целевая модель наставничества и методические рекомендации по ее реализации в образовательных организациях, которые осуществляют образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднепрофессионального образования, в том числе и с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. Целевая модель наставничества, следующий слайд переключить, представляет собой систему условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации процесса наставничества и достижения поставленной цели в образовательных организациях. На слайде представлена миссия целевой модели наставничества. Сегодня существует 5 основных форм наставничества, которые предлагаются в целевой модели наставничества. И по каждой форме в методических рекомендациях Министерства просвещения представлены варианты модели, представлены функциональные роли и сценарии наставничества. На следующем слайде вот они представлены, эти 5 форм. Это ученик-ученик, ученик-учитель, студент, ученик-работодатель, ученик, работодатель-студент. Там красными рамочками выделены те модели, которые могут быть реализованы в организациях среднепрофессионального образования. Вот здесь уже модель ученик-ученик, она трансформируется в модель студент-студент, ученик-учитель, соответственно, в модель студент-преподаватель. И вот по каждой модели представлены цели, представлены варианты реализации. Например, если мы рассмотрим форму наставничества студент-ученик, то целью этой модели является успешное формирование у ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций и появление ресурсов для осознанного выбора будущей профессии. Наставник – это ответственный, социально активный студент с выраженной гражданской ценностной позицией, мотивированный к самосовершенствованию, преобразованию окружающей среды и так далее. То есть все требования к наставникам тоже в целевой модели прописаны. Кто может выступать в роли наставляемого? Здесь представлено 2 варианта. Вариант первый – пассивный. Это низкомотивированный, дезориентированный ученик старших классов, который не имеет желания самостоятельно выбирать образовательную траекторию. Он плохо информирован о карьерных образовательных перспективах, он равнодушен к процессам внутри школы и ее сообщества.
То есть таким учеником работает наш активный студент-наставник. Либо вариант второй. Это активный ученик, мотивированный к получению большого объема информации о карьерных и образовательных возможностях, который желает развивать свои собственные навыки, приобрести метакомпетенции, но при этом пока еще не обладает ресурсом для их получения. Как раз в этом ему помогает наставник студент. Аналогично все остальные формы, они в целевой модели прописаны. На территории Республики Коми сегодня уже выстроена модель управления внедрением целевой модели наставничества под общим руководством Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Региональный центр наставничества сформирован на базе Коми Республиканского института развития образования, и его цель – это осуществление координации и создание условий для максимально полного раскрытия потенциала личности, наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения, профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов предприятий и организаций разных форм собственности на территории Республики Коми. В каждом муниципалитете сегодня уже определены муниципальные координаторы внедрения целевой модели наставничества, а в каждой образовательной организации деятельность по реализации целевой модели организует куратор. Вся информация о этих активных участниках внедрения целевой модели наставничества представлена на сайте, о котором я позже расскажу. И, соответственно, непосредственные участники процесса внедрения целевой модели наставничества – это наставники и наставляемые в образовательных организациях, предприятия, организации любой формы собственности, индивидуальных предпринимателей и так далее. На данном слайде представлены ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества, среди которых это и измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников региональных предприятий и организаций, связанных с развитием гибких навыков и метакомпетенций, к которым как раз осуществление наставничества относится. Это измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах и других. Итак, рассмотрим систему научно-методического сопровождения внедрения целевой модели наставничества. На сегодняшний день она представлена в следующем мероприятии. Во-первых, это разработка типовых документов, которые уже размещены на платформе наставничества, адрес ее наставник.ру. И в буклете, который мы вам представили, все координаты тоже имеются. Во-вторых, это разработка различных методических материалов, сопровождающих процесс внедрения наставничества в образовательных организациях. Это проведение информационных сессий, семинаров, вебинаров. Все проведенные мероприятия, видеозаписи также размещены на платформе наставничества. Это разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это проведение мониторинга показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества. На платформе наставник.ру размещены федеральные документы об утверждении методологии наставничества, методические рекомендации по механизмам вовлечения общественных деловых объединений участия представителей работодателей в принятии решения по вопросам управления развитием образовательной организации и другие. Республиканские документы, в том числе приказ об организации внедрения методологии наставничества на территории Республики Коми, календарный план по внедрению целевой модели, положение о наставничестве, которое разработали мы, положение программы наставничества, тоже, которые вы можете использовать в своей образовательной практике. И также представлены методические материалы для образовательных организаций, в том числе и те, которые разработаны непосредственно Центром сопровождения наставничества. Мы приглашаем вас принять участие в конкурсном движении. В 2021 году мы организуем 2 конкурса в рамках продвижения целевой модели наставничества в образовательных организациях с целью выявления, поддержки и продвижения лучших практик, в том числе мероприятий, программ в сфере сопровождения наставничества в образовательных организациях. И также их распространение, тиражирование среди образовательных организаций Республики Коми. Уже запущен республиканский конкурс лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательных организациях. Мы приглашаем вас принять участие. Традиционно у нас представители системы среднего профессионального образования принимают участие в этом конкурсе, но не очень активно. Да? Хотелось бы, чтобы этот процесс активизировался в образовательных организациях, и чтобы ваши педагоги, наставники и молодые педагоги могли принять участие в этом конкурсе. С 12 марта конкурс уже запущен, информация есть на сайте Республиканского института развития образования. И также мы планируем в ближайшее время запустить республиканский конкурс лучших практик наставничества обучающихся лучший наставник. Это по формам наставничества ученик-ученик и по форме наставничества студент-ученик.
В прошлом году тоже были у нас представители системы среднего профессионального образования, в этом конкурсе участвовали. Ну, хотелось бы тоже, чтобы ваша активность была более высокой. Материалы предыдущих конкурсов предыдущего года можно найти на платформе наставничества. Методология наставничества, она действительно универсальна, о чем уже говорила Маргарита Александровна. Показатели по участию и вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения наставничества, они заложены и в федеральном проекте «Молодые профессионалы», и в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», и в федеральном проекте «Современная школа». Соответственно, наша с вами работа заключается в том, чтобы подготовить обучающихся к самостоятельной, осознанной, социально-продуктивной деятельности в современном мире и раскрыть их личностного, творческого, профессионального потенциала. Ну и также, конечно, это поддержать формирование и реализацию индивидуальных образовательных траекторий для наших обучающихся. Спасибо. У меня на этом все. Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Координаты были на последнем слайде и в тех буклетах, которые мы вам представили. Как правильно уже отметили, здесь наставничество направлено не только на формирование профессиональных навыков и социальных навыков, да, то есть то, о чем мы с вами говорим, софт и профессиональные компетенции. Да. Сейчас в нашем неопределенном и очень быстро изменяющемся мире прежде всего на первую очередь выходят те навыки, которые человек сможет реализовать в любой ситуации, независимо от того, он находится в профессиональном какой-то сфере, либо в своей социальной. И это основные, наверное, 5 типов навыков, которыми должен владеть каждый человек, и наставник прежде всего должен его научить. Это кооперация, умение решать встающие перед человеком проблемы быстро, инициативность, умение управлять стрессом и временем, а также умение учиться и адаптироваться. Вот этому мы тоже с вами должны не забывать и учить своих подопечных для того, чтобы они действительно могли реализовать себя в нашем быстро меняющемся мире. Сейчас мы вам представили нашу региональную модель и очень хотели бы услышать, чтобы те регионы, с которыми у нас налажено очень тесное сотрудничество и к которым мы выезжали нашими директорами, обмениваться опытом, чтобы они тоже поделились и рассказали нам о тех наработках, которые уже есть и которые реализуются в ваших регионах. Я бы хотела слово предоставить Цветаевой Марине Владимировне, это директор Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий. Где моя презентация? Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Это не ту презентацию. Да, мы вас хорошо слышим. Так, включаю презентацию я. Так, Семена, как мне ее включить? Вот сюда. Ага. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я вас рада всех приветствовать от нашей Ярославской области. Поздравляю вас с проведением 6-го чемпионата Обилимпикс Республики Коми и желаю удачи всем участникам. Прежде чем начну про наставничество, несколько слов скажу о нашем регионе, потому что вам все равно, наверное, интересно. За последние годы у нас растет количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 34 профессиональных образовательных организациях у нас на сегодняшний день обучается 108 человек с инвалидностью, без нарушения интеллекта и с интеллектуальными нарушениями. В регионе у нас созданы 2 базовые профессиональные образовательные организации. Они сейчас здесь перед вами на слайде. И как раз здесь перечислены структурные подразделения, которые есть в этих учреждениях. И вот я как раз представляю Ярославский колледж управления и профессиональных технологий. Ну и теперь к наставничеству. Сейчас мы постоянно сталкиваемся с кардинальной сменой экономического и общественного уклада. Это влечет за собой принципиально новые системы мотивации, формы лидерства, принципы управления. И, соответственно, требуются новые навыки выпускников учреждений среднего профессионального образования. Эмоциональный интеллект, медиаграмотность, умение находить нестандартные решения, стратегическое мышление. И
потребность в наставничестве актуальна на сегодняшний день, очень актуальна. Для решения этих вопросов и в рамках национального проекта образования, для достижения сквозных результатов федеральных проектов, в соответствии с целевой моделью наставничества, нам всем поставлена задача, как уже сегодня про это говорили, к 2024 году 70% наших студентов должны быть вовлечены в систему наставничества. Они должны стать или наставниками, или наставляемыми. В нашем регионе в 2020 году были утверждены 4 базовые площадки, и мы как раз, наш колледж стал площадкой по направлению обучающийся. Почему мы стали площадкой? Универсальная технология наставничества по этой модели у нас в колледже опирается на опыт волонтерской деятельности и существующей системы студенческого самоуправления, которая подтвердила свою эффективность в формировании успешности студенческого коллектива и социальных навыков выпускников колледжа. У нас давно сложилась уже система сопровождения студентов в форме наставничества как в групповой, так и в индивидуальных формах. С чего мы начинали? Редакция закона об образовании в Российской Федерации, она не содержит терминов наставник, наставничество, и образовательные организации могут либо опираться на существующие научные разработки, методические разработки, либо на собственный опыт, ориентируясь прежде всего на свои проблемы и задачи. И, значит, нами разработаны локальные акты, это положение о наставничестве, кодекс наставника. Также сейчас мы работаем над программой наставничества как одного из направлений воспитательной работы. Наставничество по модели обучающийся предполагает взаимодействие студентов образовательной организации, на котором один из них находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими или лидерскими качествами, позволяющими ему оказать авторитетное влияние на наставляемого. Реализуемые формы вы видите сейчас на слайде. Так как у нас учатся дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, и, как правило, они испытывают трудности и в общении, и в обучении, одним из направлений программы у нас является инклюзивное наставничество, и вот про это я и расскажу чуть-чуть. Основная его цель – это обеспечение системного индивидуального сопровождения обучающегося с инвалидностью ОВЗ, направленное на активную социализацию, продуктивное развитие путем передачи опыта наставника подопечному. Наставник помогает своему наставляемому прежде всего поверить в свои силы и возможности, учит адекватно оценить и понимать проблему, находить ресурсы для ее решения, ну и при необходимости обращаться за помощью. Приведу пример. Наша ученица Светлана Максимова с ментальными нарушениями, она пришла в колледж на обучение по профессии переплетчик, была очень закрыта, и ей закрепили наставника. И вы знаете, она участвовала сначала в региональном чемпионате Обилимпикс, а потом уже поехала в Москву на национальный чемпионат как волонтер для поддержки команды региона. Она впервые увидела Москву, национальный чемпионат, и об ее истории успеха мы как раз писали в журнале «Аккредитация об образовании». Вот оно сейчас тоже на слайде есть. После выпуска у нас Светлана еще год ходила в колледж вот просто так и помогала и первокурсникам, и нашим наставникам как бы поверить в свои силы. И вот такой как яркий пример реализации своих сильных сторон. Сейчас она у нас работает в колледже брошюровщиком в переплетной мастерской и также помогает нашим студентам, но уже как куратор наставников. Конечно, наставником для обучающегося с ОВЗ или инвалида может стать не каждый. И значимую роль в этом вопросе играет личностная и мотивационная готовность студента протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Вообще специфика работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью предъявляет серьезные требования к личности студента-наставника. Наставники должны быть подготовлены к работе с данной категорией, к сложным ситуациям взаимодействия как с самим обучающимся, так и с его окружением. Опыт работы по организации данной модели наставничества подтверждает обязательное наличие куратора. Это сотрудника колледжа, который бы контролировал процесс или конкретный проект. Кураторы выстраивают подготовку студентов-наставников при поддержке волонтерского центра Обилимпикс и наших социальных партнеров.
Так у нас появилась школа наставников, где ведется тщательный отбор из числа студентов-волонтеров, который позволяет сделать наставничество безопасным и максимально эффективным. Программа подготовки в школе наставников проходит в 3 этапа. Первый этап – это отбор предполагаемых наставников. На этом этапе составляется целостное представление о личности студента-наставника. Куратор проводит диагностику, берет интервью, и по результатам составляется социально-психологический портрет кандидата в наставники. И если кандидат на роль наставника не соответствует критериям, то его кандидатура отклоняется. Второй этап – это обучение и подготовка. В ходе тренингового курса и индивидуальных консультаций будущий студент-наставник знакомится с особенностями подросткового возраста, изучает вопросы конфликтологии и эффективной коммуникации, учится ставить цели и планировать их достижения. Ну и третий этап – это подбор и сопровождение тандемов наставник-наставляемый. В ходе совместных сессий, на которых присутствует несколько кандидатов в наставники и несколько детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, происходит знакомство и формирование пар. Сопровождение у нас всегда осуществляется также куратором, который готовил и подбирал наставников. Ну и результатом правильной организации работы наставников является повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах развития и профессионального образования, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность. Ну и мы, как базовая площадка, будем, конечно, собирать эти лучшие практики и потом делиться ими. И вот на последнем слайде у нас студентка-первокурсница с инвалидностью по специальности экономика и бухгалтерский учет пришла к нам очень зажатой, закрытой, боялась даже разговаривать со своими однокурсниками. Здесь на фото она у нас уже поет на концерте, посвященному 8 марта, и весь зал уже радуется ее успехам. А впереди ее уже ждет Обилимпикс, сначала региональный. Вот. У меня все. Спасибо вам большое за внимание. Я буду рада сотрудничеству. Всем хорошего дня. Вопросы? Скажите, пожалуйста, а можно тогда я задам вопрос? Вот у вас школа наставничества, а руководитель этой школы, как вы его подбирали? Это из числа ваших сотрудников или же вы специально как бы искали человека, который мог бы возглавить данную школу? Нас слышат? Ой, а это вы мне вопрос задавали? Да. Ой, а повторите, пожалуйста, еще раз. Да, вот у вас, говорю, функционирует школа наставничества, да, а руководитель этой школы наставничества – это какой-то человек из числа педагогов или это специально приглашенный человек, который умеет работать и развивать эти формы наставничества? Вообще руководит школой наставников у нас заместитель директора по воспитательной работе. Соответственно, ей помогают в этом направлении руководитель Центра инклюзивного профессионального образования и наш председатель студенческого совета. И вот они вместе простраивают как раз вот эту работу. Ага, а можно еще тогда, вот школа наставничества у вас работает на всю область или только на ваш колледж? Дело в том, что вот площадки, которые созданы в регионе, они были созданы только в 2020 году, летом. Мы получили свой сертификат. Естественно, что мы сначала работали исключительно на свой колледж, решая свои задачи. Сейчас мы тоже уже, у нас проект по наставничеству, и мы также выходим на регион, и вот уже постепенно будем внедряться в региональную практику. Спасибо большое. Есть еще у кого-то вопросы? Да, еще вот вопрос. У меня вопрос такой. Каким образом стимулируются те студенты, которые становятся наставниками? Для них это что? Для чего? Я не слышу. Каким образом стимулируются студенты, которые являются наставниками? Для них это какой-то бонус, какое-то поощрение, то есть что вот они в итоге получают? Сертификат какой-то, либо в портфолио что-то? Дело в том, что у нас привлекаются, как правило, студенты-волонтеры, но в основном это все нематериальная мотивация. Это могут быть благодарности, это могут быть какие-то такие вот бонусы, поездка куда-нибудь, там еще различные вот поощрения. В каждом конкретном случае мы смотрим, чем мы можем поощрить. Иногда это просто большой пирог из столовой. А в чем тогда интерес этих наставников?
Дело в том, что наставники у нас привлекаются, опять же, из волонтерского центра Обилимпикс. Также это наш студенческий совет, который у нас работает по направлениям. Они у нас работают, у нас 8 направлений студенческого совета, и каждый находит какую-то свою заинтересованность. Материальной мотивации у нас нет. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Мы сейчас с вами ознакомились с опытом Ярославской области. Предлагаю послушать, какие формы наставничества реализуются в Смоленской области. И надеюсь, что нас Константин Олегович слышит. Добрый день. Передаю вам слово. Это руководитель регионального центра развития движения Обилимпикс Смоленской области. Константин Олегович. Нас слышно? Пока у нас Константин Олегович подключается, я скажу, что мы буквально осенью... Коллеги, слышно меня? Да, все, слышим. Отлично, и видите, да? Да, приятно вас видеть. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рад вас видеть тоже и рад вас поздравить с праздником, с проведением чемпионата Обилимпикс Республики Коми 2021. Поздравления передает и директор базовой профессиональной образовательной организации Смоленской области, Смоленского педагогического колледжа Нина Леоновна Полторацкая. В свою очередь мы хотим тоже пригласить вас, уважаемые коллеги, поучаствовать в нашем чемпионате Обилимпикс, который пройдет 14-15 апреля. Думаю, тоже у нас будет неплохая деловая программа. А сегодня мы хотим с вами поделиться... Секундочку. Поделиться своим региональным смоленским опытом, который называется «Инклюзивное дуальное взаимодействие. Рабочий алгоритм наставничества». И конкретно вот практическую сущность этой темы обозначит наш методист регионального центра развития движения Обилимпикс Смоленской области Галина Анатольевна Репина. Спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Маргарита Александровна, очень рада вас слышать и спасибо большое за приглашение и удачи вашему чемпионату. Я не буду останавливаться на теоретических аспектах, которые уже прекрасно осветили коллеги, то есть на том, какие сейчас бывают по трактовкам модели наставничества. Я просто расскажу о нашем опыте, который существует у нас на самом деле уже 4-й год. Вот, и мы называем для себя его инклюзивное дуальное взаимодействие. Ну, вот такой будет рабочий алгоритм наставничества. Секунду, сейчас так, стрелку. Угу. Всем давным-давно известно, да, что если мы говорим о дуальном взаимодействии, то речь идет о том, что команда потенциальных работодателей дает образцы реализации профессиональных компетенций не менее чем в 50% учебного времени. Преподаватели Смоленского педагогического колледжа, в частности, специалисты БПО, также наши коллеги из организации партнеров, студенты старших курсов, включая наших особых студентов, то есть студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, и даже по профессии РТ, то есть это дети, которые приходят к нам вообще со справками и без справок. Так вот, мы их позиционируем как носителей и трансляторов метапредметных представлений и умений, то есть как наставников по некоторым выбранным профессиональным образовательным областям. Конкретнее о чем идет речь? Речь идет о множественном наставничестве. В виде наставников выступают преподаватели колледжа. Отвечая заранее на вопрос Маргариты Александровны, скажу, что это те преподаватели, которые входят в состав БПО, они же, те же самые преподаватели, ну вы у нас были, вы знаете, входят в состав РЦРД Обилимпикс. Да, это 4 основных человека, 2 методиста, руководитель центра и педагог-организатор.
Вот также это часть опытных педагогов, которые уже 7-й год работают с детьми с инвалидностью из ОВЗ, и которые, так сказать, согласны и действуют вместе с нами, и имеют расположенность быть наставником, ничего за это не прося. Итак, руководители, педагоги колледжа, руководители, воспитатели дошкольных образовательных организаций согласовывают профессиональную область, в рамках которой пройдет взаимодействие. Составляют график проведения дуальных мероприятий на базе колледжа, на базе предприятий-партнеров. Определяют формы этих мероприятий, утверждают кандидатуры ответственных наставников, предоставляют необходимый образовательный контент для студентов, помогают им планировать и при необходимости проводить формы педагогической работы, оценивают эффективность и обсуждают результаты дуального взаимодействия на так называемых базовых кафедрах. Так. Студенты выпускного курса по специальности, мы берем пока дошкольное образование, хотя к нам уже присоединяется и началка. Просто наши дети, ребят с инвалидностью УВЗ, во многом, по наблюдениям наших будущих специалистов в области дошкольного образования, очень похожи. И им легко взаимодействовать вместе. Итак, студенты выпускного курса по специальности дошкольное образование изучают выбранную образовательную область, моделируют содержание педагогической работы с дошкольниками, причем с особыми дошкольниками. Мы ходим либо в смешанные группы детских садов, куда нас пускают, либо в специализированные центры для особых ребят. Знакомить с планом-конспектом альтернативно одаренных обучающихся старших курсов, то есть наших особых детей. Наши дети, замечу, да, они не получают педагогической специальности. У нас разрисовщик ткани – это есть профессия разрисовщик ткани, а декоративка – это есть художник народно-художественных промыслов. То есть у них нет запланированных педагогических компетенций. То есть для них это метапредметка. Тем не менее, дошкольники наши, наставники знакомят наших ребят с ОВЗ. Они с удовольствием осуществляют функции тьюторов по отношению к особым обучающимся и совместно с ними подбирают, изготавливают образовательный контент для педагогической работы с дошкольниками. Но это еще не все. Не так мало, как может показаться. Дальше совместно с воспитанниками базовой, профессиональной, то есть с нашими особыми, посещают открытые занятия, мастер-классы, которые как раз дают либо наши наставники-воспитатели, тоже те, которые ничего не требуют взамен никаких грамот даже, либо, например, мы сами даем, я даю, мои коллеги дают занятия, где и студенты-дошкольники, и студенты альтернативно одаренные приобретают определенный опыт, в виде наблюдения. Дальше. Мы делим на подгруппы дошкольник и студент с особыми потребностями. Причем, понаблюдав друг за другом, обычно это идет по взаимосогласию. То есть мы не назначаем, что Оля пойдет за Катей, а Петя пойдет там за Сережей. Нет. Они обычно находят друг друга, потому что у них есть возможность вместе наблюдать определенный вид деятельности. Дальше вы сам алгоритм видите, и кому надо, вы вернетесь, посмотрите. Мне по существу хотелось бы рассказать. Итак, как проходит вообще само взаимодействие? Смотрите, мы приходим в дошкольное образовательное учреждение или в специализированное учреждение к маленьким ребятам с подготовленным занятием, например, из области математического развития. Что делают мои наставники-дошкольники? Они полностью составляют контент и со мной согласовывают или с моими коллегами согласовывают этот контент, который будет предъявлен детям. Понятно, он согласовывается с руководством и с наставником из учреждения. Дальше мы делимся на подгруппы и обычно используем станционный вариант, когда на нескольких станциях стоят наши дошкольники, то есть будущие воспитатели, наши дети с альтернативно одаренными возможностями, то есть ребята-инвалиды из ОВЗ, и с материалом, который они вместе изготовили, самостоятельно, раздаточным материалом, они работают по станциям. Вот, например, раньше вообще проблем не было, когда не было коронавируса, да, мы приходили в сад, и все было хорошо. Сейчас такая проблема возникла, и мы справились с ней
с тем, что перешли на прогулки. То есть мы все в масках, мы далеко друг от друга, мы соблюдаем социальную дистанцию. А вот сейчас, когда указ у нас еще ужесточился в области, то пока что исключены дети, дошкольники, но ребята, студенты с курса дошкольного образования проводят вот эти все занятия совместно с нашими ребятами альтернативно обучающимися у них на уроках, потому что все-таки мы находимся в рамках одного образовательного учреждения. То есть у нас множественное наставничество. Как мы награждаем? Ну, благодарности даем всем. Выписываем от центра и от БПО. Пожалуй, как бы это другой формы я не назову. Хвалим. Для ребят альтернативно одаренных похвала очень важна. Дошкольникам это очень хорошая тренировка к демонстрационному экзамену. И вот сейчас период коронавируса, когда они мало видят детей, это тренировка в их будущих уже профессиональных компетенциях. Так, вот на что еще хотела бы обратить внимание. Я прокрутила здесь, и кому надо, вы внимательно посмотрите этот алгоритм, что вот у нас конкретно участвующие сады – это самые активные наши участники нашего наставничества. И хотела бы подчеркнуть, что алгоритм способствует реализации миссии БПО. Вот она у вас на экране написана. Также вот фотография, это мы в одном из учреждений, одном из самых активных, прогимназия Полянка. Здесь на фотографии дети есть с тяжелыми нарушениями речи. Дошкольники, есть мои дети ДПИ, то есть декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, инвалиды и ОВЗ. И есть ребята, выпускники 4-го курса по специальности дошкольное образование. Вот на прогулке мы проводили занятия, и каждый остался доволен. Все 3 вида наставников. Вот так, это еще вот немножко более старая фотография, когда можно было еще зайти в детский сад. Здесь вы видите, ребята есть с небольшими интеллектуальными нарушениями. Опять же, мои ребята ДПИ и опять же дошкольники. Вот тут нам сад дал благодарность, и мы ее держим в руках. Нам дали благодарность. Кроме этого, у нас еще есть внутриколледжные проекты, которые сейчас перенимает регион. Вот, и в частности тоже остановлюсь на фотографии. Вот то, о чем я вам говорила. Сейчас мы не можем выйти в детский сад, но мы можем прийти к альтернативно одаренным детям и провести для них расширяющие занятия по метапредметке. Вот, в частности, мы объединяемся. Еще одно занятие. Здесь мы математическим моделированием занимаемся тем, с чем выходим в детский сад дошкольникам. И вот, пожалуйста, занятия вы видите. Вот наши дети, да, от, извините, 16 до 40, которые получают специальность РТР, разрисовщик ткани, и, извините, профессию, да, или специальность декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. И вот мои дошкольники, вот они, не знаю, видно там моя мышка, я вожу или нет, но вон они стоят с картинками. Итак, и еще вот здесь фотография, здесь даже наша Нина Леонова, вы, наверное, кто был у нас, узнаете. Она тоже участвует у нас как наставник. В частности, вот сейчас проводит фрагмент занятия с альтернативно одаренным обучающимся, очень тяжелым ментальником из общественной организации «Луч надежды». Заканчивая свое выступление, покажу одну из самых трогательных фотографий, которые у нас есть. Вы видите здесь Алексея. Алексей сейчас, вот он держит девочку, которая идет по скамеечке. Так вот, здесь все больные, тяжело ментально дети. И больной ментально тяжело инвалид, который у нас окончил разрисовщик ткани, проводит наставническое вот такое вот волонтерское занятие по валеологическому развитию этих детей. Конечно, здесь есть преподаватель, вы видите его на фотографии, преподаватель-наставник, и здесь есть преподаватели, уже практически закончившие колледж по специальности дошкольное образование. Вот такой вот у нас есть опыт, мы активно его продвигаем, нам нравится он, и мы пытаемся еще похвалить наших наставников тем, что записываем им в волонтерскую книжку вот эти вот часы, которые они тратят на инклюзивное наставничество. Спасибо за внимание. Мне интересно, вообще слышно?
педагогическому колледжу за теплый прием, за то, что вы нам действительно все показали, все рассказали. Это очень интересный опыт, потому что вы работаете с такими сложными детьми. Просто хвала вашим педагогам и хвала вам за то, что вы реализовываете. И действительно очень интересная система наставничества. Уважаемые коллеги, есть какие-то вопросы? Спасибо большое за то, что вы приняли участие. Спасибо. И постарайтесь принять участие в вашей программе. Спасибо. За приглашение. Теперь мы хотели бы послушать опыт Череповца, то есть Вологодской области, по тоже развитию наставничества, как будет развиваться реализация данного направления и особенности вы можете нам представить. Слово предоставляю Анне Аркадьевне, преподавателю Череповецкого. Мои коллеги, меня слышно, видно? Да, слышим вас и видим. Да, свое выступление мне хочется начать со слов советского педагога-писателя Антона Семеновича Макаренко, высказывание которого вы видите на слайде. Ведь действительно это так. Каждому молодому преподавателю необходим педагог-наставник для того, чтобы освоиться на своем рабочем месте, получить необходимые знания и умения именно на практике, ведь опыт приходит с годами. Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает организация помощи начинающему преподавателю. Это связано с тем, что начинающие педагоги являются специалистами в какой-либо области знаний, но, к сожалению, не имеют практического педагогического опыта. Поэтому и следует через наставничество оказать особую систематическую и разностороннюю помощь молодому преподавателю. Наставничество – это одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной компетенции и закреплению педагогических кадров. Цель наставничества – обеспечить рост профессиональных компетенций начинающих преподавателей, их индивидуальное профессиональное продвижение, самореализацию и поддержку. В свою очередь, задачи наставничества вы можете видеть на слайде, представленном перед вами. Также немаловажно сказать про выдержку из Федерального закона об образовании в Российской Федерации, что при выполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование методик обучения, воспитания, учебных пособий и материалов учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся воспитанников. И вот здесь возникает очень много вопросов. Как молодому преподавателю не потеряться в этом многообразии программ, методов, инноваций? Как организовать свою работу в соответствии с новыми стандартами и требованиями? Как идти в ногу со временем, быть мобильным, гибким и преуспевающим в профессии? Ведь очень часто бывает, что молодые специалисты, встав на путь преподавания и не получив должной поддержки, круто меняют свою жизнь, отвернувшись от профессии в целом. Также для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить как раз эту стратегическую задачу помогает создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого преподавателя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. Повышение эффективности обучения и воспитания – одно из приоритетных направлений образования. Во многом зависит от уровня подготовки и квалификации преподавателя. Сколько бы ни совершенствовались учебники, программы, успех обучения и воспитания в первую очередь зависит от него самого, его теоретической подготовленности, педагогического мастерства, деловых и нравственных качеств. Как раз работа с молодыми специалистами – это достаточно большой комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых специалистов в образовательный процесс. Это довольно кропотливый труд, который можно разделить на несколько этапов, представленных вам на слайде. То есть первый этап, он продвигается где-то в первый год и помогает общей адаптации молодого преподавателя. Второй этап – это уже последующие, второй и третий
годы работы, там, где развитие профессиональных умений и идет накопление опыта. Ну и третий этап – это уже 4-5 год работы, уже складываются собственные разработки, собственная система работы, педагог уже начинает внедрять новые технологии, ну и саморазвиваться. С учетом всех профессиональных нужд молодого преподавателя можно выделить следующие роли педагогов-наставников, представленные на следующем слайде. Это проводник, защитник интересов, кумир и консультант. Немаловажно, чтобы взаимодействие с молодым педагогом было конструктивным и приносило желаемые результаты. Поэтому педагогу-наставнику необходимо помнить о некоторых правилах общения. Не приказывать, не проповедовать и не поучать. И также одним из важных моментов совместной деятельности – это не подсказывать решения и не учить молодого преподавателя, а необходимо представить ситуацию так, чтобы молодой педагог сам нашел правильные пути решения и выходы из данных проблем. Из своего личного опыта хочется отметить, что посредством вовлечения молодых преподавателей в процесс разработки конкурсных заданий по презентационной компетенции диспетчера автомобильного транспорта для конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц ОВЗ «Билимпикс», а также активно привлекая их в качестве экспертов по данной компетенции, решается главная задача наставничества – это помочь молодому преподавателю реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения, и благодаря этому стимулировать потребности молодого педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личной самореализации. Ну и закончить свое выступление хотелось бы данным высказыванием: уча других, мы учимся сами. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Вологодской области. Спасибо вам большое. Вот вы как-то плавно немножечко перешли к тому, что действительно мы в своей образовательной траектории готовим молодого специалиста, прививаем его какие-то профессиональные навыки, социальные навыки, но наша деятельность настроена на то, чтобы этот человек смог себя профессионально реализовать уже в своей жизни и найти свое место в этой жизни. Поэтому одно из направлений наставничество на производстве, то есть когда молодой специалист приходит уже на работу, я считаю, что это даже одно из основных особенностей наставничества и одно из основных звеньев вот этой системы наставничества. И очень бы хотелось услышать опыт, который реализуется в нашей республике и успешно реализуется. И хочу передать слово Маргарите Михайловне, председателю Всероссийского общества инвалидов Республики Коми. Сейчас, одну секундочку, можно? Сейчас я микрофон переставлю, одну секундочку. Нет, еще. Сейчас, хватит. Добрый день всем. Немножечко начну с того, что расскажу чуть-чуть, буквально там несколько секунд, о нашей организации, Коми, республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, созданном в 1988 году, объединяем 7068 человек в 21 муниципальном образовании, определили для себя в 2011 году миссию улучшить качество жизни людей с инвалидностью и их семей в Республике Коми. Мы стараемся всю свою деятельность направлять для того, чтобы эту миссию достойно выполнить. Цели у нас две. Да, следующее тогда. Следующее. Цели у нас основные две. Это мы защищаем права и интересы людей. И вот интеграция инвалидов в общество – это самая важная и значимая цель, которая перед нами стоит. И мы сегодня очень хорошо понимаем, что интеграция инвалидов в общество, она невозможна, если не будет успешной профессиональной реабилитации и трудовой занятости самих людей.
И одним из направлений, приоритетных направлений нашей организации является мониторинг проблем. То есть нам очень важно понимать, почему не может происходить то, что важно для наших людей. Почему сегодня сложно идет профессиональная реабилитация, почему занятость сегодня на очень низком уровне в Республике Коми. Мы дальше, и я вам покажу сейчас быстро мониторинг, который мы провели в 2019 году. Вот опросили 373 человека и 29 работодателей. И люди с инвалидностью, вот 68% отметили, что они очень хотели бы работать, идем дальше. И мы выявили проблемы. Вот проблема незанятости. Почему люди не заняты? Я остановлюсь только на двух. Первое, которое выскочило, и мы считаем достаточно серьезным, это предубеждение работодателей по отношению к инвалидам. То есть, когда инвалид приходит трудоустраиваться, возникает огромное количество вопросов, и люди ставят в тупик, они не могут, наверное, вот и преподнести себя очень хорошо, а многие даже не то, что и не могут, а, наверное, и не имеют вот тех данных, которые нужны работодателям. И вот отсутствие опыта очень многим мешает трудоустроиться. То есть первый вопрос, который задают, есть ли у вас опыт, работали ли вы и там кем, и это сразу людей приводит в состояние стопора, потому что у большинства этого опыта нет. Мы идем дальше. Очень важный момент, и я остановлюсь здесь тоже только на двух моментах, вы это все вот видите, это независимость наших людей, это самое главное, самостоятельность. Вот самостоятельность человек должен мочь сам. Вот 29,4 сказали, что постоянно вынуждены обращаться за помощью для того, чтобы выйти из дома, или чтобы им что-то вот как бы, ну, оказали какое-то содействие, содействие и помощь. Вот, а 86% сказали, что они зависят, имеют они проблемы в передвижении, и зависят опять же от посторонней вот этой помощи. Это тоже очень большой процент людей, которые в связи с этим боятся идти трудоустраиваться, боятся идти обучаться, потому что понимают, что им придется кого-то напрягать. В первую очередь это, конечно, свои семьи. Мы вчера обсуждали на Совете ветеранов Республики такой вопрос, как социальное обслуживание, и вот прозвучала очень больная тема, это отсутствие сегодня сопровождения, то есть социальные работники не оказывают вот этого технического сопровождения, которое очень важно для наших людей, для того, чтобы дойти до места учебы, для того, чтобы дойти до места работы. И поэтому часто, когда мы даже предлагаем работу, нам говорят, вот, а как выйти из дома, дойти до автобуса, добраться до объекта. И я просто скажу по своему опыту, что придя на работу, и потом сидишь и весь день думаешь, господи, как же я назад пойду, как бы мне сил хватило. Это действительно огромнейшая проблема. Общие проблемы, они вот такие, и, наверное, нужно остановиться на всех, но на самом деле практически вот 98% вот низкая самооценка у людей с инвалидностью, очень низкая, небольшой процент тех, кто оценивают, есть такая прям вот оценка, я там, да. Отсутствие социальных навыков тоже очень большой процент, неумение выразить себя в общении, да, с людьми вообще, с коллегами, и большие проблемы во взаимоотношениях с окружением. Очень большие проблемы, и самое главное, что очень многие как бы не доверяют, боятся, что их будут принимать не так, вот эта вот настороженность к окружающим. Вот это все приводит к тому, что большое количество наших людей остаются дома, не идут учиться и не могут воспользоваться своим правом, в том числе и быть занятыми. Следующий слайд, он покажет причины незанятости, это мы опросили работодателей. И здесь остановлюсь, наверное, только на одном, на первом, это вот это предубеждение. Абсолютно все, кто проходили этот путь, говорили о том, что боятся работодатели сегодня. Ну, я, наверное, скажу, что являюсь тоже работодателем, и у меня тоже есть страхи, есть риски. И на сегодняшний день вот у нас сейчас работает 20 человек, из них 7 человек работают всего лишь 4-й месяц, и уже только отработав 3 месяца, они мне подают заявление, что им нужно предоставить вынужденный, вот, вернее, дополнительный отпуск, потому что они едут в санаторий. И я очень хорошо понимаю работодателей, у них сразу встает стопор, да, это ограничение по времени работы, это дополнительные отпуска, и плюс затраты на создание рабочих мест. То есть вот работодатели здесь отвечали, вот практически не было тех, кто говорил, да нет, пусть приходят, работают. Нет, есть и очень большие проблемы с этим, вот, тоже связаны с тем, что работодатели вот
боятся наших людей, да. Когда мы всю эту информацию получили, мы запустили в 2012 году программу «Наставник», и она у нас, вот я здесь тоже прописала, самое главное – это ее цели, то есть приходит человек, приходит людей много. Я вам сразу скажу, что тоже небольшое количество как бы остаются надолго, очень большое количество людей получают, видно, свой опыт, и потом они могут уйти. И слава богу, я сегодня вот года 3, наверное, спокойно отношусь к тому, что они уходят, потому что, значит, либо мы им не нужны, и они могут сами жить. Это значит, что социализация вот эта прошла достаточно нормально. Поэтому вот наша цель была, как раз цели у нас, да, это понять, насколько легко новый сотрудник создаст отношения, адаптируется, справиться с возникающими трудностями, очень непростая цель. Помочь человеку быстрее и легче адаптироваться в коллективе тоже достаточно непросто. Определить сильные стороны, это тоже вот мы над этим работаем. И определить самое главное, его мотивацию, его потенциал. Вот что он хочет, чего он к нам пришел, что он может. И вот это те вещи, которые мы определяем, собравшись небольшой группой. Конечно, это те, кто работает в аппарате нашей коммерческо-республиканской организации. Мы сидим, обсуждаем каждого человека и рассматриваем, что мы можем сделать. Конечно, мы применяем индивидуальный подход. Понятно, здесь никакой массовости быть не может. И индивидуальный подход, он вот как раз и связан с тем, чтобы и обучить конкретно, что человек может. Вот сейчас новые ребята у нас работают. И, например, конечно, очень сложно было с человеком, детский церебральный паралич, человек на коляске, работает одна рука, плюс он не говорит. Совершенно не говорит, но он владеет компьютером. И вот прошло 1,5 месяца, мы сейчас очень хорошо поняли, на чем можно делать акцент. Девушка, которая тоже на коляске, и которая просто нам говорила о том, что я очень люблю там роликами заниматься, могу это делать, тоже ушло у нас 2 месяца на то, чтобы она стала тем, кто нам нужен. Она стала действительно очень хорошо это выполнять. Поэтому вот обучение сотрудников конкретно вот из того, что имеет человечек, да, очень сложно привить правила. Правила организации, они у нас существуют. Попытаться человеку дать понять его роль в организации, что он то звено, которое может выпасть и может случиться и непредвиденно. Конечно, большая проблема в том, что нужно создать рабочее место. Это рабочее место должно настолько удобным ему, потому что вот вчера читала одно резюме, девушка пишет, я могу работать там час, а потом 20 минут отдыхать. 20 минут отдыхать, это надо тоже создать и условия, где это будет происходить. Поэтому вот индивидуальный подход к тому, чтобы понять, что нужно будет человеку для того, чтобы он мог адаптироваться, и после этого только он начинает принимать те знания и те как бы методы работы, которые нам нужны. Через что мы это делаем? Мы, естественно, что мы информируем, объясняем. Собственный пример наставника, тоже немножко расскажу чуть позже. Совместная работа, то есть это работает не только наставника, как вот сегодня я уже слышала, тоже подключаемся и мы, то есть сотрудники аппарата, которые вместе с наставником могут помогать вот, работать. Самостоятельная работа, то есть человек работает самостоятельно, мы с ним обсуждаем, что и как происходит, какие трудности возникли. После этого он нам должен презентовать себя, то есть он нам должен просто рассказать, вот мы тебе дали работу, ты ее выполнил, какие трудности у тебя возникли, что произошло, или все легко, или как. И тогда, если возникают трудности, то возникает взаимодействие, опять же, и других людей для того, чтобы помочь человеку выйти из той ситуации, в которой он оказался. Мы определили для себя 3 вида адаптации: социальная, организационная, профессиональная. То есть нормальные взаимоотношения, очень непросто выстроить в коллективе нормальные отношения со всеми коллегами. Поэтому здесь тоже вот, сопровождение идет. У нас гибкий график. Сейчас появилась возможность дистанционной работы, поэтому у нас, наверное, большая часть ребят работает, у нас 20 человек, из них на сегодняшний день больше половины работает на дому. И естественно, что вот этот гибкий график, возможности работать дома, перерывы, которые они себе сами прописывают, мы это просматриваем и устраиваем. И, конечно, вот это количество определенных действий, это вот то, что я и говорю, человек должен иметь возможность встать, передохнуть и начать потом свою работу. Организационно тоже, я уже говорила вам, это вот самое важное, да, чтобы они приняли правила работы в команде, а не то, что они принесут с собой. И корпоративная культура, это тоже очень важно. Ну и профессионально это освоение должностных обязанностей, технологии, методы и так далее.
Значит, успешно, вот мы сегодня тоже уже определили для себя, если у нас человек усвоил, закрепил все знания, требующиеся для работы, если его принял коллектив, и он принял коллектив, если он разделяет наши ценности, они у нас тоже есть, да, то это вот уже успешная адаптация. Наставник, почему я задаю вопрос, что мне очень интересно, какая мотивация должна быть у человека, чтобы стать наставником. Мне это было очень сложно. В первое время вообще приходилось больше быть самой, но у меня в этом большой опыт есть. А коллеги мои не понимали, работы много, чего вот вы еще от нас хотите, чтобы мы там кого-то брали. Поэтому наставники мы, конечно, там не вывозим, не даем им какие-то там премии, тоже нет у нас, целевые расходы. Конечно, мотивировать это обязательно нужно, чтобы человек чувствовал себя. В основном это связано, конечно, с повышением его статуса. Он чувствует, он уверен, да, ему. Он сегодня не просто человек, я сейчас подойду, немножко покажу, он прям на опыте расскажу. Мы идем дальше. Значит, наставничество вот позволяет, я не буду это говорить, но конкретно это новичкам нашим вот все это. Вот, для меня очень важно научиться работать в команде. Вот если человек только работать научился в команде, то это уже очень большой прогресс. Дальше мы можем говорить и о поддержке, и развитии. Вот. Теперь, значит, ну, немножко наша статистика. Вот 86 человек через нас прошло. 17 человек сегодня возглавляют наши местные организации, 12 работают в государственных структурах, сейчас 13-й появился, забрали у нас. 1 создал свою общественную организацию, 5 работают в частных компаниях, 5 человек были избраны депутатами. Это тоже очень для меня значимо, потому что что такое, что человека избрали, человек, который пришел как бы никакой, и проработав в нашей организации у себя в районе, он был избран депутатом, я считаю, что это очень большой успех. Поэтому, ну, сейчас вот немножко расскажу о 2 коллегах, которых глубоко уважаю. Это мои коллеги, они сегодня работают в аппарате. Виталий Микушев пришел, мы с ним у нас ушло 2 года работы на то, чтобы он хотя бы принял команду, хотя бы принял наши правила игры. Сегодня Виталий, он очень человек был замкнутый, внутри себя находился, он не любил общаться. Для него любое движение со стороны там общественности это было вообще бедой. Сегодня он у нас участвует во всех концертах, он пишет стихи, он поет. И самое главное, он стал членом Союза писателей России. Вот за этот период. То есть человек настолько, вот Галина Ананьевна его знает и может сказать, насколько это действительно продвинулся человек. И сегодня он является наставником 2 ребят, непростых очень ребят, ну вот он с этим справляется. И Денис Королев, человек, который к нам пришел, он уже имел некий опыт обучения, он обучался, закончил, вернее, лесной институт и даже пытался там работать, что не получилось. Придя к нам сегодня, ну, Денис, я была его лично наставником, потому что его тема, это как бы моя была в тот момент доступная среда. Сегодня он главный эксперт у нас по паспортизации объектов, и сегодня он является советником главы руководителя администрации города Сыктывкара по вопросам инвалидов. Сегодня его знают во всей республике, он может спокойно, он ведет вебинары и на российском уровне тоже. Настолько он продвинулся. Правда, работает уже год на дистанционке, но это здорово, потому что человек сегодня чувствует себя очень-очень уверенно. Это я только 2 примера взяла. Вот что важно, вот как раз вот это я говорила, писала, ну, вернее, вот не для нас, хотя не для этого круглого стола, но вообще я считаю, что вот как раз система поддержки самих наставников, да, и вот я послушала сегодня Марину Анатольевну, возможно, вот появятся методические рекомендации, потому что они тоже очень важны. Мы же как бы, ну, чисто вот как бы что у нас чувствуем, да, работаем какими-то чувствами. Вот эти семинары для наставников, вот самих наставников, и, конечно, как бы сегодня не говорили, мы их не материально или там морально, вот все равно что-то должно быть. То ли это какие-то, вот то, что сегодня говорили, конкурс наставников, да, и туда вывести людей. Это очень важно, потому что стимулировать сегодня необходимо людей. Они как бы берут на себя некую дополнительную нагрузку. Я по презентации закончила, но я хочу сказать, что на прошлой неделе у меня была встреча с ректором университета Ольгой Александровной, и мы с ней проговаривали взаимодействие с университетом, у нас с ними давно соглашение, но более на другой уровень хотим перейти. И мы говорили, опять же, вот как-то вот о волонтерстве, там, да, какой-то помощи. А я вот сегодня сижу, вот опять же, Марину Анатольевну слушаю и думаю, так а в чем вопрос? Вот это наставничество студентов и наших людей,
Да, только в Сыктывкаре сегодня 14 тысяч. Это какую можно дать возможность педагогу понять, студенту-педагогу уже, кто такой человек с инвалидностью, ребенок с инвалидностью, да, вот как мы тоже там видели, физическая культура. Пожалуйста, а социальные работники, когда они приходят на практику, задаешь вопрос и говоришь, а кем вы вот планируете, где работать? В управлении социальной защиты. Так вы вот попробуйте к людям вначале подойти, да, посмотреть все-таки. Тем более мы готовы взять на себя такую достаточно очень, я считаю, важную работу. Перед тем, как люди начинают работать с людьми с инвалидностью, они у нас все проходят семинары по пониманию инвалидности. Они четко должны понять, я вот сегодня услышала дважды слово «больной». Для нас вот слово «больной» он является неким таким обидным. Поэтому вот для того, чтобы работать с людьми с инвалидностью, вот этот наш этикет, терминология, он должен соблюдаться. И мы готовы подключиться для того, чтобы, особенно те, кто впоследствии будут работать с такой категорией, были уже к этому готовы. Спасибо. Я только за. Конечно, конечно, конечно. Да, а для этого нужно обмениваться опытом, потому что кто-то действительно на собственном опыте нарабатывает какие-то методики, какие-то но работает только со своими, да, получается, подопечными. Если, мне кажется, кому чем поделиться, давайте попробуем, проработаем, привлечем сюда ВПО наши, и действительно, может быть, даже разобьем эту школу по наставникам с педагогами, с студентами, то есть вот прямо, да, с лицами. Хорошо? Продолжение тогда опыта по наставничеству на предприятии хочу передать слово работодателю Александру Николаевичу Колокову, руководителю ОНО Академии Республики. Добрый день, дорогие участники круглого стола и организаторов этого мероприятия. Я очень признателен и впервые на таком мероприятии. И, честно сказать, не жалею, потому что наставничество ко мне пришло вообще как-то оно случайно и недавно. И я вспоминаю это слово, которое было в моем детстве, в школе, в юности. И я так полагаю, я еще до сих пор являюсь под каким-то наставником. Все равно у меня существует наставник. И расскажу о нашей организации, как все происходит и насколько это выходит в некую такую выстраиваемую систему. Несколько лет назад наша организация приняла первых сотрудников из числа людей с инвалидностью. И проработав недолгое время, месяц, с некоторыми сотрудниками пришлось расстаться. А принимали мы людей по резюме. И сами понимаем, что люди составляли резюме, как их учили. Красиво, симпатично, все о себе рассказывают. Но насколько то резюме соответствовало тем навыкам, тому образованию, получилось, что не случилось у нас с ними поработать. И естественно, что в нашей организации некоторые покинули. И при обсуждении ситуации поступило предложение попробовать применить наставничество, да, которое вот полагается закрепление за теми молодыми специалистами, ну я называю молодыми, потому что они пришли только в нашу организацию. И очень было много вопросов. И главный, кому это нужно? Сотрудникам, которые придут к нам на работу, наставникам, для которых это будет дополнительная нагрузка, организации, которая понесет дополнительные затраты. И сегодня, исходя из опыта, могу сказать однозначно, что пользу получили все. И те люди, которые стали наставниками, они повысили свой статус, почувствовали себя причастными к формированию профессиональной команды. Сотрудники, которые пришли и получили своевременную помощь на этапе вхождения в команду, поддержку в профессиональном развитии. И, конечно же, организация, ее деятельность стабилизировалась и убавилась некая такая текучка.
И вот пройдя какие-то определенные этапы, у нас получилось то, что мы планировали, проговорили по наставничеству. И можно сказать уверенно, что наставничество среди людей с инвалидностью – это в первую очередь вклад в развитие человеческого потенциала. И только потом вклад в инвестицию организации. То есть мы выбрали в первую очередь вкладывать в человека, который дальше уже будет развиваться. И наставничество не всегда ввод в профессию. В большей степени это возможность для социализации. Это помогает более легче влиться в коллектив, проходить обучение элементарным правилам трудового распорядка, деловой этики, коммуникации. И только после этого обучения трудовым навыкам с последующим сопровождением. То есть мы все-таки тоже нацелены на определенное сопровождение наших сотрудников. Самое главное, люди должны чувствовать себя востребованными и полезными. И хочу сказать в завершении, что для таких организаций, как наша, это и есть инвестиция в развитие нашей организации, потому что мы, как некоммерческая организация, создавались для улучшения жизни людей с инвалидностью в нашем городе, и, может быть, наш этап, наш опыт пойдет и по республике. И есть вообще пример, когда к нам пришел человек, имеющий инвалидность, которая позволяет, наверное, быть только дома. У него практически после автомобильной аварии не работает левая сторона. И он мотивировал тем, что ему надо какое-то движение, падал несколько раз с автобуса, потому что автобусы не приспособлены, а водители у нас, как обычно, открыл двери и сразу едут, да, куда-то. Вот, поэтому, и когда он пришел, мы хотели понять вообще, чем он будет заниматься. А у него уже были какие-то навыки, он получал какое-то обучение по созданию смет. Вот есть программа строительная РИК, там создавались какие-то ремонтные работы. А в нашей организации это вообще, куда это применять? И мы его пытались понимать и дали возможность самому выбрать то занятие полезное, которое будет и ему полезно, и организации тоже будет очень полезно. Он каким-то образом по утрам начал чистить одной рукой крыльцо, снег, все дела. И мы увидели, и была такая возможность, как это называется, инструмент некий приобрести, который механизированный, электрический, убирает снег. И, конечно, пришлось закрепить человека, наставника за нашим новым работникам и показать, как машина ходит. Главное ее заводить. Ездит она сама. Главное только ее направляй, включай, выключай и все такое дело. И сегодня, помимо того, что он уже влился в коллектив, он может какие-то вещи подсказывать, даже пошел дальше, ему еще понравились какие-то досуговые мероприятия, которые есть в нашей общественной организации, некоммерческой организации. Он стал, как это называется, руководителем проектора «Двигайся, дыши, пиши, бежи» по игре в теннис. Играет в теннис, социализируется и проводит некие такие маленькие соревнования. Поэтому вот в таком формате у нас и получается наставничество, и как раз мы выходим на то, что для нас важен человек, который, даже если он найдет себя и в других стенах, не в наших организациях, он все равно, как говорят, мы всегда рады видеть его в нашей организации. Маргарита Александровна, можно я просто скажу, да, о том человеке, который сказал, Александр Николаевич, действительно, только с одной рукой, и он настолько освоил эту чистку, что когда приезжаешь, все вычистено, каждый уголочек вычищен. И сегодня, когда мы подъезжаем на дом на Каликовой, где я тоже иногда бываю, у него теперь есть свои люди. То есть он обучает сегодня другого человека, появился новый человек, у которого тоже парализована сторона, и он еще и не говорит, и он его обучает сегодня вот этой чистке
ну, очень качественный такой. Поэтому, мне кажется, все они, ребята, оказались, имеют семьи, у них есть дети, и для них это настолько важно, что они работают, даже не столько, сколько зарабатывают, они ходят на работу, они не сидят дома. И вот этот вот пример, он тоже для меня, вот я считаю, просто показательный, что это. Я считаю, что тот человек, который себя реализовал в наставничестве, и он востребован другими. Это тоже его правильное повышение как бы, самооценки, самоуверенности, да, социального действительно своего статуса. Я уже не просто какой-то работник, я еще и наставник. То есть они ведь так тоже себя... Когда он не наставник, какая мотивация? Он еще не знает, что там. Нет, я понимаю. Понимаете, он уже достиг этого. Да, вот это другая история. Но надо дойти до этого момента. Да. А так зачем мне это? Всегда. Ну, я Да, дополню, совершенно что все равно в нашей организации мы находим возможности поощрения материала. Мы все-таки находим некие ресурсы, да. Все равно это необходимо, это мало того, что это мотивирует, это закрепляет за человеком определенные вещи, и у него появляется желание продолжать работать. Но я хочу это самое, когда, знаете, еще у меня есть предложение, если вы будете рассматривать наших студентов как будущих как своих, то у нас есть возможность в рамках наших образовательных программ 30% получается образовательной программы прям рассчитывать, ну, разрабатывать с вами совместно. Если как бы, вам нужны какие-то определенные профессиональные, социальные навыки, чтобы они быстрее адаптировались в классном предприятии, вы готовы с вами поработать, и вот заметить, какие вам нужны специалисты, вот эти программы доработают под вас. Мне кажется, что, наверное, в большей степени начинать нужно работать с той организацией, в которой много ребят с инвалидностью, да, вот как у Елены Анатольевны у нас, а потом уже они переходят туда, там будет проще им адаптироваться, там нужно работать, понимаете, потому что там уже все равно нужно выполнять какие-то профессиональные навыки, должны быть, работать человек должен. И вот мне кажется, это вот как раз то мы даже предлагали свои завести трудовые волонтерские книжки, потому что мы знаем, что не просто все это происходит, где писать конкретно, что человек отработал, там, ну, будем говорить, репетитор, педагог, я не знаю, как правильно это можно сделать, да, там 30 часов. И для него это будет трудовая книжка, я даже говорю, давайте бумажную. И опыт будет у молодых специалистов, да. Будет опыт. Откуда появится опыт, если, ну, грамота. Грамота разве дает срок определенный? Нет, это некое такое поощрение, и, честно сказать, когда вот далеко ходить не надо, к нам приходили ученики с вузов, ученики с техникумов, студенты на практику. И мы вот говорим, вот, кем ты будешь работать, чего. Вот у нас, допустим, приходил на практику молодой человек после Обилимпикса, который вот участвовал как профессионал в разборе компьютера. Ну, где в нашей организации разобрать, собрать? Ну, один раз, два. А как его задействовать все остальное время? Да? И, конечно, если человек не будет заинтересован дальше, ну, грубо говоря, помимо компьютерных каких-то вещей, еще что-то делать, да, вот как? Поэтому здесь мы нужны. У него их немного, а у нас их много. И он пришел разбирать компьютер, он может прийти к человеку домой. Договорились, что вот есть человек, нужно помочь ему дома. Пожалуйста, да, вот давайте, потому что я говорю, Александр Николаевич, там, наверное, больше помощь нужна уже конкретно вот в этом направлении. А вот люди с инвалидностью в общественных организациях, я думаю, ну сам Бог велел. Репетиторы, детям педагоги, репетиторы, да, вот мы в 90-х годах в Ухте это делали. У нас же в эту волонтерскую организацию не попасть было. У нас конкурс был. Они репетиторы были у детей, у школьников, приходили к ним. Они не были педагогами, это был университет. Да? Но это было настолько интересно, мы их стимулировали другим. У них был свой флаг, гимн, форма, их принимал глава в эти ряды, были книжки. У нас потом две пары, два волонтера и две девушки-инвалиды создали семьи. Это вот все это вот настолько вот было здорово, интересно. Гуляли с подростками.
Когда студенту там в 19-18 лет, он идет гулять с молодым человеком на коляске, тот не с родителями, с мамой, бабушкой, он гуляет со своим сверстником. Вначале это была обязаловка, а потом это вошло. Да, поэтому вот такие вот вещи, это, мне кажется, очень важно. А они получат профессиональные навыки, которые вот у них будут прям вот можно вот потрогать и пощупать. Да, действительно опыт, как бы, он все равно нарабатывается. Это надо действительно как бы пощупать руками. Конечно. И запись трудовой, оказал юридический там помощь, да, там, опять же, там 10 часов, 5 часов. Он придет куда-то на работу, у него уже все равно есть, да, волонтер, но у него уже есть работа, которую он провел. У него есть, может быть, даже характеристика, как он с этими людьми работал, да, как там выстраивал, какой он. И это может тоже стать неким стимулом для того, чтобы работодатель потом тоже ведь проще к этому отнесется и примет. Поэтому это вот очень, мне кажется, важно. И вот я, Мария Анатольевна, думаю, что нам с вами есть над чем поработать. Да. Спасибо большое. Вот эмоции, но это правда, это вот на самом деле очень здорово. Вот Александр Николаевич тоже нужно. Эти люди. Спасибо большое. Хочу передать слово нашему давнему как бы, помощнику в проведении чемпионата Олимпикс, кто нас постоянно помогает на развитии и расширении компетенций. Это общество слепых. И слово перед Еленой. Сейчас на слайде будет представлена таблица. А можно ее как-то... Чего-то я не знаю. Ну, я не знаю. У нас вот порядка 48 людей трудоустроено за последние... сделайте обратно, я уже так. Я вслух расскажу. С 2015 года мы работаем с центром занятости. Порядка 48 человек у нас трудоустроено. Это разные группы инвалидности. Порядка 12 обучающихся у нас сейчас благодаря заявке общества слепых в Министерство образования обучаются на коррекционных педагогов. И 9 участников у нас прошли через чемпионат Олимпикс. 2 тотально незрячих участника в компетенции массаж, они до сих пор не могут, к сожалению, трудоустроиться. Это наша беда. Мы им поставляем пока клиентов, они у нас самозанятые, но они очень хотят трудоустроиться. И 2 тотально незрячих человека не смогли в этом году принять участие в компетенции воспитатель или там что-то про воспитание, потому что компетенция недоступна для незрячих участников. Сегодня на площадках у нас 2 наблюдателя из числа студентов, бакалавры, 3-й курс соцработа, они сделают презентацию для своих одногруппников и покажут, как проходит чемпионат. Организаторы чемпионата попросили поделиться, обязательно поделимся. И у нас давно договор с университетом, с Кавказским государственным, они периодически отправляют к нам студентов на практику. Первое время студенты приходят, бледнеют, сидеют, им страшно, а потом ничего, втягиваются, просто чай попить, даже в теннис поиграть и какое-то мероприятие провести, им не страшно становится. Значит, общее количество официально трудоустроенных людей с инвалидностью по зрению по республике равно 56, обучающихся 14. На учете в Комерово состоит 670 человек. На сегодня в Комерово работает 8 нормотипичных сотрудников, это 6 секретарей, 1 бухгалтер, 1 специалист, и штатных сотрудников с различными формами инвалидности 12. В соответствии с законодательством мы можем не принимать в ряды своих сотрудников людей с инвалидностью, это статья 21 федерального закона о соцзащите, но стратегическими целями некоммерческих организаций, таких как наша и Маргарита Михайловна, является социализация, адаптация, реабилитация и социальная интеграция инвалидов. Именно с этой целью подобные организации создаются, в принципе, и достижение поставленных целей имеет свою специфику, обусловленную видом дефекта. Ну вот я уже сказала, что с 2015 года через нас прошли по срочным и по долгосрочным договорам порядка 50 человек. Арендаторами рабочих мест у нас выступили Автодор, Монди, СЛПК, ПАО Сбербанк и многие другие крупные работодатели. Комерово создана в 1928 году. Цель организации на тот момент была дать слепым работу.
на производстве практиковался непрофессиональный труд, щетино-щеточное, картонажное, бандарное производство, и налаживать коммуникации с нормотипичными гражданами не требовалось. Незрячие люди жили, учились и трудились обособленно, являясь наставниками друг друга, не контактируя с внешним миром. Сегодня эти традиции нередко поддерживаются, но производственный прогресс и конкуренция требуют ускорения производства, замены ручного труда машинным и формирования компетенций общения. Практический опыт работы с незрячими людьми показывает, что они обладают достаточно высоким уровнем физической и интеллектуальной трудоспособности, а значит, могут быть социально востребованы. Анализ данных по мировому ВОЗ показывает, что на сегодняшний день из 670 человек работают только 8%, учатся в вузах и СУЗах только 2%. Причинами являются: первое – это отсутствие внутренней мотивации в младшем школьном и подростковом возрасте, воспитатели оказались несостоятельными. Второе – это образ жизни сложился и устраивает взрослого человека, ему трудно выйти из зоны комфорта. Третье – это дефицит мобильности и коммуникабельности, психологические затруднения в том, чтобы найти сопровождающего и произвести перемещение в социальном пространстве. Вместо проведения реабилитационного мероприятия, например. Кроме того, незрячие сотрудники, ответственные за проведение реабилитационных мероприятий, сами имеют низкий образовательный уровень. Из 12 сотрудников только один имеет высшее педагогическое образование, половина сотрудников не имеет полного среднего образования. Сотрудники испытывают огромные трудности с перемещением в пространстве и страдают обусловленным этими трудностями комплексом неполноценности. В то же время у сотрудников выражена мотивация на сохранение за собой рабочих мест, на принадлежность к трудовому коллективу. Возникает противоречие между стремлением незрячих сотрудников сохранить работу в организации и отсутствием у них соответствующего образования и необходимых компетенций. Эффективность, как показала практика, социально-педагогической адаптации инвалидов по зрению в настоящее время во многом определяется приведением в соответствие требований к сотрудникам, осуществляющим реабилитационную работу, их профессиональной компетентностью. Последнее может быть сформировано только в образовательном процессе. Соответственно, общество слепых вышло с заявкой в Министерство образования, и нам дали возможность сформировать спецгруппу, где обучаются 9 незрячих человек и 3 человека с другими видами инвалидности. Надо сказать, что из 8 нормотипичных сотрудников 6 имеют высшее образование. Секретари с высшим образованием являются одновременно и наставниками незрячих сотрудников без образования. К сожалению, сотрудники первое время приходят, они даже спасибо не умеют говорить, и вот нашим наставникам надо огромные памятники поставить. Они также занимаются развитием общественных навыков, организаторских способностей, умения коммуницировать, формируют мировоззрение и гражданскую позицию. Незрячие сотрудники, у которых формируется в то же самое время желание учиться и помогать таким же, как и они, людям с особенностями зрительного восприятия. Наставники стараются соблюдать основные принципы создания условий, а именно доступность, безопасность, информативность рабочей и образовательной среды организации, непрерывность процесса адаптации на все индивидуальные траектории, от деятельности под чутким руководством до деятельности под наблюдением, до самостоятельной профессиональной деятельности. Стараемся соблюдать психофизическую комфортность рабочей и образовательной среды, адресность социально-психологической поддержки, развиваем самостоятельность, самоанализ и конкурентоспособность. Получается, коми-региональная организация, выполняя уставную деятельность, действует в соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию, который сказал о значении наставничества. Только объединив передовые знания и нравственные основы, можно быть и оставаться сильным. У меня все, готова выслушать вопросы. Спасибо большое. Есть вопросы? Когда можно я передам слово, мы немножко задержимся по регламенту, сразу передам слово еще одному нашему тесному партнеру, который всегда нас поддерживает во всех профессиональных конкурсах. Большое вам спасибо, в том числе и в Билимпикс. Это слово предоставляется Анастасии Викторовне, заместитель руководителя отдела по правовой и кадровой работе СКК. Добрый день. Я на этой площадке представляю работодателей Республики Коми. Кроме того, немаловажно, что это работодатель в сфере промышленности. Пищевой,
Соответственно, Сыктывкарский хлебокомбинат является у нас крупнейшим предприятием по производству хлеба, хлебобулочной, сухарно-бараночной и кондитерской продукции по всей Республике Коми. У нас есть 6 производственных цехов, 2 из которых находятся удаленно в Вышинском районе и в селе Бизинга. У нас есть производственная площадка. Общий штат у нас более 730 человек на сегодняшний день. И самое важное, что хотим сказать, на сегодняшний день предприятие находится в ситуации дефицита рабочих кадров. То есть для нас эта проблема очень актуальна. И хотелось бы немножко остановиться на таком формате наставничества, которое реализуется у нас на предприятии как стажировка, обязательно при приеме на работу всех работников, и немножко потом остановлюсь именно на особенностях стажировки работников с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Значит, стажировка как необходимый инструмент при приеме на работу именно на производство, ее основная цель – приобретение работниками практических навыков безопасного труда на конкретном рабочем месте. Это связано в первую очередь с тем, что зачастую мы принимаем персонал, рабочий персонал совершенно без опыта работы, либо имеющий опыт работы, который совершенно не связан с хлебопекарной промышленностью. Соответственно, обучение на рабочих местах у нас происходит с нуля более опытными работниками, которые закрепляются в качестве наставников. Стажировка у нас... Можно мне пульт, я буду сюда переключать? Не переключать. Да. Но, значит, здесь на слайде вы можете основную информацию о нашем предприятии посмотреть, не буду уже ее комментировать. То есть у нас, если посмотреть средний возраст сотрудников, достаточно высокий. У нас есть работники, которые имеют стаж работы именно на предприятии порядка 40 лет и больше. То есть это самые наши квалифицированные кадры, но которые, к сожалению, в ближайшее время выходят на пенсию, на заслуженный отдых. В связи с этим сейчас вот мы активно подбираем работников, чтобы они успели передать свой накопленный опыт, соответственно, их заменить их полноценно на своих рабочих местах. Значит, полностью стажировка, процесс стажировки у нас оформлен локальным нормативным актом, который у нас утвержден генеральным директором, положение о стажировке рабочих и допуск к самостоятельной работе. Там, соответственно, прописываются все требования к наставнику, сроки стажировки в зависимости от профессии и условий труда на рабочих местах, итоги, то есть что должно в дальнейшем послужить причиной издания приказа о допуске к самостоятельной работе непосредственно работника. Ну, в принципе, все. Это вот основной процесс, который у нас закреплен и работает. Дальше, пожалуйста. На слайде вот вы видите основные требования к наставнику, соответственно, обязательное условие то, что наставник – это опытный работник, который имеет стаж работы, непрерывный стаж работы на предприятии свыше 3 лет, и, соответственно, стаж работы именно в той должности, по которой принимается новый работник, и имеющий разряд выше, соответственно, разряда стажера. Хочу отметить то, что все новые работники, соответственно, стажеры, которые проходят там стажировку, да, такую у нас негласную, они с первого дня работы оформляются по трудовому договору, они имеют все социальные гарантии, установленные для всех работников, независимо, ну, то есть то, что он совсем пришел без опыта работы, то есть никаких, соответственно, ущемлений ни по заработной плате, ни по социальным гарантиям для них нет. То есть они получают ту же самую заработную плату на уровне квалифицированного работника, своего наставника, соответственно, просто разница в том, что наставник имеет разряд выше, ну, соответственно, там и уровень оплаты труда выше. И помимо, конечно, просто, ну, как бы своей оплаты труда, есть материальная система стимулирования наставников, которая выражается, ну, в виде премирования. Также участие в наставничестве является одним из критериев, по которым выбираются работники, которым выделяются путевки на санаторно-курортное лечение. То есть, как, соответственно, какой-то вид поощрения дополнительный. Можно дальше. Здесь у нас отмечены установленные сроки стажировки. Соответственно, так как у нас непрерывно круглосуточное производство, у нас много производственных площадок, и, соответственно, помимо рабочих профессий у нас есть и ремонтный, технический, электротехнический персонал, большой водительский, тоже у нас состав свой собственный, гараж, так скажем, да. То есть у них от этого зависит и продолжительность стажировки.
Хочу также отметить, что, принимая во внимание то, что у нас производственное предприятие, мы, к сожалению, ограничены в возможности принятия на работу сотрудников с инвалидностью с ограниченными возможностями здоровья в связи с тем, что 60% рабочих мест имеют вредные условия труда. Но, несмотря на это, мы находим возможность. На данный момент у нас трудоустроено 8 работников с инвалидностью, в том числе это и рабочий персонал, который работает в производственных цехах, но на профессиях, которые имеют допустимые условия труда. И для них созданы специальные рабочие места, соответственно. Дальше, пожалуйста. Значит, здесь у нас прописаны особенности проведения стажировки, то есть так как производство у нас круглосуточное, стажировка обязательно проводится в различные смены. Если принимаем мы на работу сотрудника с инвалидностью, соответственно, мы его при приеме сразу же уведомляем о том, что у него есть возможность по закону отказаться от работы в ночную смену. Для тех работников, которые изъявляют желание работать, дают свое письменное согласие, стажировка проводится также и в ночные смены, соответственно. Дальше, пожалуйста. Основные обязанности наставника, то есть это ознакомление с технологическим оборудованием, на котором работает новый работник, технологические схемы. Обязательно целый практически рабочий день отводится на обучение безопасным приемам, условиям безопасной работы и оказание первой медицинской помощи на рабочих местах и действий в аварийных ситуациях, так как все-таки это производственный объект. То есть этому уделяется особое внимание, так как безопасность работников для нас это приоритет. Следующее, пожалуйста. Значит, это основные, так скажем, практические компетенции, которыми в итоге во время стажировки стажер должен уже обладать, чтобы в последующем переходить непосредственно к самостоятельной работе. Не буду уже туда озвучить, в основном это все практические навыки. Значит, и вот сейчас более подробно хотела бы остановиться на особенностях стажировки работников с инвалидностью. То есть, соответственно, когда у нас проходит предварительный отбор, мы изучаем, соответственно, все документы у работника, в том числе индивидуальную программу реабилитации, если это работник с инвалидностью. Проводится процесс оформления на работе, проводятся все необходимые инструктажи. В обязательном порядке за таким работником закрепляется у нас наставник. Наставник выбирается из числа того персонала, соответственно, даже закрепляется 2 наставника. Первым наставником является непосредственно руководитель работников, кто структурного подразделения, куда он устраивается. И второй наставник – это работник, который будет в течение 1 месяца работать на том участке работы вместе с данным работником в паре. То есть это вот у нас такая особенность именно для работников с инвалидностью. То есть при этом сохраняется полностью вся оплата труда, все условия. То есть никаких ущемлений, ничего не происходит. То есть для чего это делается? Мы столкнулись с той проблемой, вообще вот изначально у нас опыт такой, что у нас были случаи, когда работники нанимались на работу, и они вообще скрывали тот факт, что у них присутствует инвалидность. То есть у нас были даже такие факты, то есть в последующем мы уже выясняли. То есть они боялись, что им откажут в трудоустройстве, либо переведут их на какую-то ниже оплачиваемую работу. То есть, в последующем мы побороли вот эти с ними страхи, то есть люди до сих пор продолжают работать. Зачастую большая часть работников с инвалидностью, которые работают в настоящий момент, они уже работают более 10 лет у нас. То есть уже такие из числа постоянных работников, и они уже в настоящий момент сами становятся как раз наставниками новых работников, которые поступают на работу. Что еще хочу отметить? Обязательно именно порядок стажировки, который закрепляется приказом у работников с инвалидностью, составляет не менее 7 рабочих смен. Первый рабочий день, он носит такой именно информационный характер, то есть здесь больше идет у нас введение в должность. Соответственно, с руководителем и наставником данный работник изучает более конкретно свое рабочее место, знакомится с самим предприятием, то есть ему показываются самые, так скажем, опасные зоны, которые и риски какой-то травматизации, допустим, особое внимание этому уделяется. Показывается инструмент, оборудование, с которым работник будет работать. Также с ним проговариваются те социальные гарантии, на которые работник имеет право, так как зачастую работники, поступающие на работу, они вообще не знают, что им там положен дополнительный день отпуска, к отпуску какие-то дополнительные гарантии от отказа работы сверхурочную, ночную смену.
То есть мы проводим такую информационную работу, в том числе отдел кадров, чтобы работник был осведомлен о своих правах. Значит, что еще хочется сказать? Обязательно мы также прорабатываем действия в аварийных ситуациях. И, соответственно, первый день у нас также занимает именно по внедрению именно в коллектив. То есть это больше знакомство с коллективом, так зачастую приходят работники, которые совсем затруднены, так скажем, в общении. Немногие приходят оформляться на работу с каким-то с родственником, то есть не самостоятельно это делают, а приходят в сопровождении, чтобы с ними выйти на какой-то контакт. Также у нас на предприятии была разработана такая памятка «Приветствие новому работнику». Я могу вот передать, если хотите, можно поближе посмотреть. То есть это как раз сделано для того, многие работники испытывают стеснение, какой-то страх задавать какие-то вопросы при приеме на работу в последующие первые несколько месяцев трудоустройства. То есть мы разработали такую памятку, которая выдается новым работникам при трудоустройстве, в котором содержатся основные вопросы, где покушать, то есть в какие там даты выдается заработная плата, куда подойти, если у него возникают какие-то проблемы, если он опоздал на работу, потерял пропуск или еще что-то, что, возможно, он в последующем там постесняется спросить. То есть вот этим инструментом тоже очень пользуемся, и у нас вообще работники его вот воспринимают как бы очень на ура. То есть они решают очень много сразу проблем, которые могут возникать на этапе коммуникации. И, соответственно, мы прорабатываем оборудование рабочего места, как уже вот проговаривала, чтобы именно было удобно работать данному работнику, исходя из тех условий, помимо того, что у него прописано в программе реабилитации. Если требуется, предприятие оборудует специальное рабочее место, если есть возможность, да, если это какое-то стационарное рабочее место, и работнику не нужно передвигаться по территории всего предприятия. И подбирается, конечно, спецодежда, тоже исходя из условий здоровья и условий труда, то есть чтобы работнику тоже было комфортно и безопасно. То есть на сегодняшний день мы работаем в данном направлении, планируем также разработать и утвердить все-таки локальный нормативный акт, который закрепляет именно наставничество для работников вот с ограниченными возможностями, прорабатывать работу именно с наставниками, в том числе по коммуникации с такими работниками, как правильно выстраивать как бы контакт, решать возникающие вопросы, так как тоже у нас все-таки опыт уже большой, и возникали такие проблемы, что бывают случаи, что работник отработал там буквально 3-4 смены, и он приходит и, и подает заявление об увольнении, не даже боясь сказать причины, которые вот послужили к этому, привели. То есть, соответственно, бывает и такое. Но чтобы эти ситуации как-то решать, все-таки мы тоже хотим уделить больше внимания именно работе и вот с наставниками, чтобы улучшить их совместный контакт с такими работниками. На данный момент мы создали специально, выделили еще дополнительно 3 рабочих места именно для приема работников с инвалидностью. 2 из них вот мы уже буквально вчера 2 человек приняли. А одно место у нас до сих пор вакантное, к сожалению, вот у нас пока есть трудности с подбором персонала на рабочее место, но надеюсь, что мы в последующем закроем эту вакансию, но предприятие всегда оценивает объективно всех работников, независимо от их условий здоровья. Поэтому, говорю, то есть у нас были случаи, когда работали работники с инвалидностью, просто которые скрывали от нас этот факт, и они работали как полноценные работники на тех же условиях, справляясь, соответственно, и с объемом работы, и с объемом производства. Все, спасибо. Спасибо большое. Есть какие-то вопросы? Не вопросы, просто дополнение. Я знаю, у нас есть приличное количество людей, которые скрывают свою инвалидность по целому ряду причин. Чаще, да, работодатель иногда очень просто агрессивно настроен, он не хочет работать с человеком с инвалидностью в силу каких-то предубеждений. И иногда ребята просто говорят, что они хотят быть как все, чтобы к ним предъявлялись требования как всем, и они просто вот прям молодцы. Спасибо. Нет, у нас просто был такой вот случай, конкретно расскажу, у нас просто стали поступать жалобы от клиентов, то, что у нас плохо слышит продавец.
Ну, то есть при общении клиенты как бы стали звонить, то есть, ну, как бы мы там к ней обращаемся, она как бы не реагирует, там, плохо слышит, не понимает, что мы говорим. То есть и вот мы потом стали, когда выяснять непосредственно с работником, то есть вот потом выявилась, да, у нас такая проблема. Еще вопросы? Или уточнения, дополнения? Тогда я предлагаю сделать небольшой перерыв, но так как мы с вами выбиваемся из этого, давайте сделаем 10 минут перерыв, ладно? Уважаемые коллеги,
техническом техникуме хочет поделиться Титова Ирина Сергеевна. Предлагаю ей начать свое выступление. Да, презентацию-то можно, да? Да. Ну, уважаемые участники деловой программы, разрешите представить вашему вниманию доклад «Модель наставничества. Выпускник, студент. Как эффективный инструмент подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к участию в чемпионате Обилимпикс». Государственное профессиональное образовательное учреждение Сыктывкарский политехнический техникум, начиная с 1997 года, осуществляет обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ. Можно следующий слайд? На сегодняшний день количество студентов с ОВЗ и инвалидностью с различными нозологиями в техникуме составляет 38 человек и 25 еще человек в группах профессионального обучения. Всего за прошедшие 24 года более 600 человек с инвалидностью ОВЗ получили в нашем техникуме профессиональную путевку в жизнь. Согласно данным мониторинга качества учебно-производственной деятельности, обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью наравне со здоровыми студентами осваивают учебный материал. Более того, зачастую являются лучшими студентами техникума. Практически 10% из них получали дипломы с отличием. Около 40% выпускников после окончания техникума продолжают обучение в высших учебных заведениях, более 50% трудоустраиваются. Инклюзивное образование, несомненно, способствует реализации потенциальных возможностей лиц с инвалидностью ОВЗ в обществе, делает их присутствие в нем обычным для всех, полноценным по уровню участия и вкладу в его развитие. Однако нельзя утверждать, что путь становления у всех молодых людей с инвалидностью ОВЗ легкий. Многие неоднократно сталкиваются с трудностями на разных этапах этого процесса, и вот здесь наставничество рассматривается как эффективный метод решения данной проблемы. В Сыктывкарском политехническом техникуме реализуются 3 модели наставничества. Это модель педагогический работник, обучающийся, педагогический работник в качестве наставника, обучающий в качестве подопечного или наставляемого. Также модель наставничества такая, как обучающийся, либо это уже выпускник и наставляемый обучающийся школьник, либо абитуриент. И модель наставничества представитель предприятия, организации, в конечном итоге работодатель и обучающийся. Следующий, пожалуйста. Ну и в техникуме есть много примеров эффективного наставничества как раз-таки со стороны выпускников, в том числе осуществляемого и для лиц с инвалидностью ОВЗ с целью подготовки участия в чемпионатах Обилимпикс. Например, наставником команд технического центра, сформированного на базе техникума с целью социализации профессиональной ориентации трудных подростков, еще будучи студентом старших курсов, стал Шахов Даниил. Даниил доказал свою профессиональную компетентность, одержав победу на 2 открытых региональных чемпионатах Республики Коми «Молодые профессионалы» по компетенциям сварочной технологии в 2019 году и кузовной ремонт в 2020 году. И также он завоевал медальон за профессионализм на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2020. В настоящее время выпускник уже работает в техникуме как штатный преподаватель и передает ценный опыт выступлений на соревновательных площадках WorldSkills студентам. Есть также у нас и выпускник Нестеров Василий, удостоенный в финале 8-го национального чемпионата медальона за профессионализм по компетенции парикмахерское искусство. Ныне он тоже выпускник техникума и в настоящее время включен в национальную сборную WorldSkills по компетенции парикмахерское искусство. Он же продолжает тренироваться и готовится к соревнованиям международного уровня, таким как EuroSkills, WorldSkills Competition. И Василий в то же время находит время, занимается подготовкой Цыбиной Татьяны, обучающейся 3-го курса по профессии парикмахер, к участию в 6-м региональном этапе национального чемпионата. Также, слайд-то верните, пожалуйста, можно, да? Также на слайде вы можете видеть, как выпускница техникума Сажина Кристина обучает и тренирует конкурсантов к чемпионату Обилимпикс по компетенции партнер. Благодаря функционированию подобных тандемов наставляемые студенты нашего техникума неоднократно становились победителями республиканских отборочных этапов Олимпиады возможностей и достойно представляли техникум на национальном чемпионате. Например, в 2017 году Мошкин Максим, студент по профессии наладчик аппаратного и программного обеспечения, стал призером по компетенции сборка-разборка электронного оборудования на 3-м национальном чемпионате Обилимпикс. Теперь следующий. Таким образом, модель наставник, выпускник и наставляемый студент имеет дополнительные преимущества. Покрупнее можно, чтобы было видно?
Данная модель, спасибо, позволяет, ну, во-первых, снять эмоциональное напряжение в силу несущественной разницы между наставником и наставляемым и достичь таким образом взаимопонимания. Также данная модель позволяет использовать опыт достижения успешных результатов или побед на чемпионатах и конкурсах, позволяет сформировать личностные качества, так называемые soft skills компетенции, обеспечивает развитие профессиональных компетенций, hard skills, ну и транслирует лучшие достижения кратчайшим путем в студенческий коллектив. Таким образом, чемпион готовит чемпиона, обладая вот таким ценным личным опытом. Следующий, пожалуйста, еще слайд. Механизм функционирования модели наставничества выпускник-студент на настоящее время, но он, скорее всего, спонтанный. Вот то, что нам удается оставить в качестве преподавателя выпускника, это ну, такие единичные решения, уникальный опыт. Для диссеминации этого опыта, конечно, необходимо выделить этапы реализации этой модели. Мы видим ее в реализации как раз-таки программы подготовки наставников. Вот то, что сегодня говорилось о школе наставников, вот такая бы школа была, конечно, необходима с той точки зрения, что мы видели здесь вот выступление Смоленска. Да, там как раз-таки этим занимались кто? Занимались дошкольники, педагоги, то есть педагогические школы. Для них это свойственно, собственно говоря, да. А для наших ребят, которые обучаются по техническим направлениям, владение вот такими психологическими компетенциями, да, педагогическими компетенциями, оно может быть в какой-то мере только на собственном опыте доступно. Поэтому, конечно же, их наставников необходимо обучать и готовить, особенно при работе с такой категорией, как инвалиды и ОВЗ. Первый этап – это, конечно, отбор и предполагаемый этап данной модели или программы подготовки наставников, как угодно ее можно называть, это приглашение, отбор кандидатур. То есть необходимо особенно внимание такое уделять, если это наставники, не только выпускники своего ПО, но, может быть, каких-то других, да, тогда, видимо, придется собирать какие-то справки, может быть, и даже и в том числе и подтверждающие отсутствие судимости, да, вот, такую некую базу создать наставников или желающих ими быть. А для этого, естественно, нужны и документы, подтверждающие профессиональную компетентность, для того, чтобы в дальнейшем осуществлять после этого приглашения некий отбор. На втором этапе необходимо организовать обучение и подготовку наставникам. Будущим наставникам необходимо изучить характерологические, поведенческие характеристики молодежи с инвалидностью, какие-то действительно тренинги для них проводить, может быть, консультации. И уже на третьем этапе, когда, собственно говоря, будут созданы вот такие тандемы наставник-наставляемых, необходимо организовывать их сопровождение, которое могло бы включать постановку целей для данного конкретно тандема, какую-то регулярную оценку изменений профессиональных компетенций подопечного при взаимодействии с наставником, консультирование. Ну и немаловажно на этом этапе также и юридическую сторону, возможно, какие-то нормативно-правовые документы разработать для того, чтобы обеспечить вот это взаимодействие юридические договоры, приказы или положения. Ну и таким образом для тренировки будущих чемпионов предлагаем привлекать наставников из числа выпускников ПО, доказавших свою профессиональную компетентность и имеющих успешную чемпионатную историю участия в движениях WorldSkills, Olympics и других конкурсах профессионального мастерства, но при этом рекомендуем проводить отбор с точки зрения определения личностной и мотивационной готовности кандидатов для работы с особой категорией обучающихся, а также организовывать обучение, тренинги и сопровождение тандемов наставник-наставляемый. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я передала для вашему румсу. Вашему румсу, да. Вашему румсу поручение. Я передам. Хотя бы, да, вначале может шел, да? Да, отпросилась у меня. Подумать все-таки по школе наставничества, совместно, наверное, с базовым центром, да, как связь тоже сибирская зависит поручение, и совместно с природой. Все-таки школа наставничества действительно, как бы, наверное, может теперь необходимость это не только на уровне организации, а, наверное, уже на уровне республики, для того, чтобы мы могли готовить и даже вот с самих наставников получается, чтобы у них был какой-то рост, да, чтобы они обменивались этими практиками и могли
психологическом, заявляла Маргарита Михайловна, что нуждаются они в психологическом консультировании также. И какие-то методические какие-то наработки требуются. Вопросы какие-то есть поступающие? Если Добавить нет, хочу только. Просто вас люди с инвалидностью должны считать своими, они только будут к вам привыкать. И это их особенность, наверное, сформированная годами жизни. Но если они вас полюбят, они прям вам все могут отдать. Когда так? нет, ну у них больше как специалистов. У нас работает, да. Они уже более 20 лет, специалисты, там, поверьте, там они любят уже с первого месяца все. То есть у них они так охвачены работой без выделения инвалидности, не инвалидности, все студенты просто разом вникают в работу, как бы втекают, и даже невозможно сказать, кто там с инвалидностью, кто нет, пока нет. Просто в последнее время работали со взрослыми вновь ослепшими, там и адаптационный период еще не прошел, и агрессия очень сильная. Тут если с детства, то, конечно, может быть что-то другое. Совсем другое уже, да. Да, у меня мальчик на занятии слепой, да, и у меня слабослышащие. И вот, ну, вот он в одной группе был. Но он работал с ноутбуком, где у него программа, которая ему все это, поэтому вот, используя такие современные технологии, безусловно, можно как бы инклюзивно решать вот эти вопросы. Поэтому я думаю, что все решаемо. Да, мы как бы сейчас стараемся решать и стараемся действительно привлекать всех, кто желает учиться, для того, чтобы и создаем все условия для того, чтобы они действительно могли получить это образование. Предлагаю перейти к следующему докладу. Работа у нас на подключении. Светлана Ивановна. Наталья? Вторая, да? Наталья Филипповна, да, у нас на подключении? У нас просто 20 докладчика. Допустим, презентация. Да, представляем вам технический колледж, который нам расскажет о своих формах наставничества, которые реализуются. Где у нас? Вот она. Вот она. Так, вот что-то почему-то это начало. Можно начинать? Добрый день, уважаемые. Все? Слышно нас хорошо? Да, вроде бы. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить наш опыт работы в области наставничества. И хотелось бы сказать, что в Воркутинском педагогическом колледже многие годы существует система наставничества студентов с особыми образовательными потребностями и студентами, не требующих создания особых образовательных условий. Наставничество – одно из наиболее эффективных форм преемственности поколений, которая представляет собой процесс передачи социального и профессионального опыта наставника и наставляемого. Основными категориями процесса наставничества являются развитие, воспитание и профессиональная адаптация личности будущего специалиста в области учебно-производственной и самостоятельной профессиональной деятельности. Содействие процессу профессионального становления личности студентов, развитие карьеры в колледже реализуется через проект «Движение вверх». Одним из основополагающих документов проекта является методология «Целевая модель наставничества», разработанная в целях достижения национального проекта образования и контрольных точек федеральных проектов. У многих из нас есть опыт наставления студентов, но он не был закреплен в нормативно-правовых документах в рамках программы наставничества. Сегодня хотелось бы поделиться нашим опытом реализации такой формы наставничества, как преподаватель-студент. И вашему вниманию будет представлен индивидуальный план развития наставляемой Кудренко Виктории, выпускницы 2018 года. Цели и задачи индивидуального плана развития наставляемого представлены на слайде. И хотелось бы раскрыть последовательность этапов работы. Работа включала 4 этапа.
На первом проектировочном этапе была проведена диагностика с использованием методики оценки профессиональной направленности личности студента, результаты которой позволили выделить слабые и сильные стороны. В целом студентка показала достаточный уровень общительности, организованности, интеллигентности и направленности в профессии образования. Следующим шагом в совместной работе было построение индивидуального плана профессионального развития студента, установление позитивных отношений с наставляемым, оказание помощи ему в принятии решений и долгосрочном планировании. Второй этап реализовывался через следующие виды деятельности. Это освоение программ учебной и производственной практики с учетом индивидуальных, личностных и психологических потребностей студента. Индивидуальный подход при определении базы практики ее руководителя. Сопровождение осуществлялось через индивидуальные консультации, тренинги. С целью приобретения практического опыта публичных выступлений в профессиональной среде Виктория привлекалась к участию в теоретико-практическом семинаре для воспитателей. Публичная защита курсового проекта, участвовала в конференциях по итогам практики, реализовала себя в творческих и профессиональных конкурсах различного уровня. Все это в целом повлияло преодолеть ранее выявленные проблемы студента. В итоге был отмечен рост ее профессиональных и общих компетенций. Такая положительная динамика личностных и профессиональных качеств позволила Виктории стать участником регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Подготовка к участию чемпионата проходила через индивидуальные групповые консультации, мастер-классы организовывались, тренинги, ролевые игры. И в ходе совместной работы наставник, конечно, оказывал студенту необходимую поддержку, контролировал выполнение заданий, помогал в овладении инновационными технологиями. При этом учитывались интересы, взгляды и мнения друг друга, соблюдался такт и уважение. Студентка научилась критически оценивать свои результаты, разбираться в причинах успехов и неудач и планировать дальнейшую свою работу. Третий этап позволил оценить эффективность такой формы взаимодействия наставника и наставляемого по результатам достижения студента. А именно, золотая медаль в чемпионате региональном профессионального мастерства «Молодые профессионалы Республики Коми» по компетенции дошкольное воспитание, участие в отборочном чемпионате WorldSkills России, победа в общеколледжном конкурсе «Студент года 2018». И на этапе завершения реализации индивидуального плана профессионального развития была проведена оценка уровня сформированности общих компетенций и профессиональных компетенций выпускницы. Проведена рефлексия совместной работе. В итоге Кудренко Виктория была приглашена на должность воспитателя в детский сад номер 42 города Воркуты. Продолжила образование в Ярославском педагогическом университете имени Константина Дмитриевича Ушенского. Виктория в профессиональной деятельности зарекомендовала себя как активная, творческая, целеустремленная личность. Результаты ее достижений, ее воспитанников в период профессиональной деятельности представлены на слайде. Это и участие в конкурсе «Республика Коми глазами детей-2018», участие в спартакиадах детских, участие в исследовательской деятельности. В 2020 году наша выпускница с двухлетним стажем работы победила в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 2020», номинации «Педагогический
дебют. А в этом же году на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2020» стала лауреатом 3-й степени. Мы не сомневаемся, что Виктория продолжит свой рост и станет компетентным специалистом в области дошкольного образования, о чем свидетельствуют ее слова. Мы предлагаем просмотреть видеофрагмент. Выше на 2. Подпускайте. Вот. Россия является процветающей страной, где каждый человек может реализовать свой личностный и профессиональный потенциал. Моя миссия как воспитателя – это не дать ребенку разочароваться в людях и в жизни, быть для ребенка примером, другом и помощником, а значит помочь ему сориентироваться в жизненных ценностях, поверить в собственные силы. Представленный опыт наставничества позволяет говорить об эффективной системе взаимодействия преподавателя и студента. Системная, планомерная, логично выстроенная совместная работа по индивидуальному плану профессионального развития доказала эффективность совместной деятельности и дала возможность ускорить процесс профессионального становления молодого специалиста, повысить уровень профессионального мастерства и компетентности наставника. Спасибо за внимание. У меня все, вопросы. Так, все, надо выходить. Да? Вопросов нет, тогда я предлагаю слово совместному докладу «Наставничество через профессиональное самоопределение учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. На территории муниципального городского округа Сыктывкар ранее профессиональная ориентация учащихся реализуется в рамках плана мероприятий дорожной карты по профессиональной ориентации на 2020-2024 годы. Следующий слайд, да. Утвержденного приказом Управления образования администрации города Сыктывкар. План мероприятий профориентации учащихся включено их участие в федеральных и региональных проектах «Проектория», «Билет в будущее», мастер-классы, ярмарки профессий в рамках профессиональных конкурсов «Молодые профессионалы» и «Обиликтекс». Хочется отметить, что в данных мероприятиях участвуют учащиеся первых 11 классов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Основная цель наставничества через профессиональное самоопределение – это обеспечение системного индивидуального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, непосредственное воздействие на личность, стоящую перед выбором профессии, направления подготовки. Наставник помогает молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью поверить в свои силы, в свои возможности, учит адекватно оценивать и принимать проблему профессионального самоопределения, строит личный образовательный профессиональный маршрут, при необходимости дает ориентиры, куда можно обратиться за помощью. Следующий слайд, пожалуйста. На слайде представлено количество учащихся 9-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обследованных на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Сыктывкара за 3 года. Следующий слайд. Вопрос профессионального самоопределения особо остро встает перед учащимся в период активного профессионального самоопределения 8-11 классы и особые затруднения в выборе, как вы можете видеть, образовательного профессионального маршрута испытывают дети с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. Дальше, пожалуйста. Ежегодно по приказу Управления образования наш центр проводит мониторинг профессиональной ориентации учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций города Сыктывкара с целью выявления степени сформированности профессиональных предпочтений учащихся данных классов. Отдельным разделом в данном мониторинге изучаются профессиональные планы учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. По приказу Управления образования в январе были организованы индивидуальные профессиональные консультации на базе образовательных организаций, где педагоги и психологи центра проводили индивидуальную работу с данной категорией учащихся по формированию профессионального образовательного маршрута. Следующий слайд. Наш центр является базовой организацией по профессиональной ориентации учащихся на территории муниципалитета. И одним из направлений деятельности центра является методическое сопровождение педагогов-наставников, учащихся по профессиональной ориентации. Как уже говорилось ранее, наставником может стать не каждый. И поэтому они должны быть готовы к работе с данной категорией детей.
Центр обеспечивает методическое сопровождение наставников, которые проходят предварительную подготовку в направлении организации работы по профориентации, знакомятся с психологическими особенностями подросткового возраста и с особенностями развития лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Наставниками в условиях образовательных организаций выступают классные руководители, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, ответственные за профориентационную работу, которые осуществляют психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода обучения и воспитания. Вот следующий слайд. На слайде вы видите механизм взаимодействия. Можно чуть увеличить? Да, там, наверное, никак, да? Что-то мы не догадались. Да. Механизм взаимодействия образовательных организаций города Сыктывкара по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в рамках профессионального самоопределения. Управление образования координирует на уровне муниципалитета данное направление работы и организует деятельность Совета директоров образовательных организаций города. По результатам обследования специалисты комиссии территориальной психолого-медико-педагогической знакомят родителей либо законных представителей и учащихся с заключением и рекомендациями о специальных условиях обучения ребенка, в том числе включение школьника в систему дополнительного образования. Кроме того, специалисты территориальной психолого-медико-педагогической комиссии рекомендуют определенную конкретную программу дополнительного образования с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Комиссия также формирует электронную базу данных детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для мониторинга по соблюдению специальных условий обучения и для участия в национальном чемпионате Обилимпикс. Данная категория учащихся также направляется специалистами комиссии на консультацию в профориентационный отдел нашего центра с целью формирования личного профессионального плана и подтверждения правильного выбранного образовательного профессионального маршрута. На данной схеме вы видите, что во взаимодействии по данному направлению проходит работа с муниципальными общеобразовательными организациями города, с муниципальным опорным центром и республиканским центром дополнительного образования, в которых как раз и работают наставники. Следующий слайд. Системная плановая работа со всеми участниками, наставниками сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в направлении профессиональной ориентации дает положительные результаты и обеспечивает адресность и успешность в профессиональном выборе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а мы не хотим рассмотреть наставничество студент-школьник? Ну, так как мы все-таки муниципальная, да? Нет, я понимаю, что мы муниципальная, но я предлагаю все-таки вот то, что говорили про школу наставничества республиканского уровня такого, да, мы все-таки акценты делали на студент, да, там преподаватели, для того, чтобы именно профориентировать детей, мне кажется, они на своем уровне молодежном, наверное, это будет более эффективно. Дело в том, что мы по наставничеству, у нас своя система есть, но у нас нет своих детей. То есть вы вынуждены в школу, да, обращаться? Вот, поэтому как бы брать студент-школьник, и чтобы социальный педагог какой-то школы был еще посредником, это отлично. Да, поэтому... У нас дети только вот из нашей комиссии. Все, да? Тогда отпадает. Вопросы, предложения, замечания? Тогда я предлагаю слово Елене Юрьевне, которая нам расскажет о методах наставничества в Сыктывкарском медицинском колледже имени Морозова. Тема моего выступления – это роль психолого-педагогической службы в социально-педагогическом сопровождении студентов с ОВЗ, инвалидностью и опыта работы Сыктывкарского медицинского колледжа. Простите, пожалуйста, за голос, немножко чуть осип сегодня. Все нормально? Да, нет, все хорошо. Не подсадите окончательно. Ничего страшного. Следующий слайд. Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью образования является одной из условий успешной социализации и эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности, полноценного участия в жизни общества. Следующий слайд. Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова принимает участие в реализации государственной социальной программы «Доступная среда», что позволяет инвалидам лицам с ограниченными возможностями здоровья обучаться в нашем колледже по выбранным специальностям. Студенты данной категории могут получать образование по всем специальностям колледжа.
Это лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, стоматология профилактическая, стоматология ортопедическая, лабораторная диагностика, фармация, медико-профилактическое дело, младшая медицинская сестра по уходу за больными. Прием обучающихся идет на общих основаниях. И наличие справки на инвалидность или заключение социальной психолого-медико-педагогической комиссии не влияет на результаты поступления. В процессе обучения работа со студентами выставлена в соответствии с основными законами и постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами по сопровождению обучающихся с инвалидностью в Российской Федерации, в Республике Коми и разработанных на их основе нормативно-правовых актов Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Павловича Нагорного. Следующий слайд. Деятельность психолого-педагогической службы Сыктывкарского медицинского колледжа, как и во всех образовательных организациях профессионального образования, направлена на сохранение психологического здоровья, обучающихся с инвалидностью и ограниченной возможностью здоровья и оказание им помощи в адаптации к новым условиям обучения. Поддержка и содействие в решении психолого-педагогических социальных проблем, социализация, консультация, просветительская и индивидуальная работа. Следующий слайд. Обучение студентов с инвалидностью и СВЗ организовано в группах совместно с другими обучающимися. Заболевания, которые имеют наши студенты, позволяют им осваивать профессионально-образовательные программы на общих основаниях, без создания специальных условий и адаптированных программ. У студентов, получивших образование в нашем колледже, согласно выпуске из индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалидов, присутствует такая график. Нуждаются в обучении в основной профессионально-образовательной программе создания специальных условий при необходимости. В процессе обучения рекомендовано учитывать психофизические особенности развития индивидуальных возможностей студента-инвалида. Следующий слайд. В настоящее время в колледже обучаются студенты с нарушением зрения, с нарушением слуха, имеющие инвалидность по другим видам нарушения здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата и требующие дополнительных вспомогательных средств для передвижения. Наши студенты быстро адаптируются, легко вливаются в коллектив, не требуют, конечно, такого особого внимания. Учитывается это, потому что конкурс при поступлении достаточно большой. И все абитуриенты имеют высокий проходной балл. На 1 сентября первого курса уже формируется основной состав студентов с мотивированной учебой, в том числе и студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Следующий слайд. В колледже созданы необходимые условия обеспечения доступности качественного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидности. Это кабинет психолога, технические средства обучения, коллективного индивидуального пользования, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, компьютерные классы, пандус, комната личной гигиены для обучающихся инвалидов и ограниченных возможностей здоровья. Следующий слайд. В мастерских медико-социального ухода преподаватели проводят обучение не только будущих медицинских работников, есть возможность обучить и родственников ухода за инвалидами. Для этого площадки оборудованы различными техническими средствами. Вот на картинках можно посмотреть, что также у нас есть кресло-каталки инвалидные, да, матрасы противопролежные с компрессорами, различные ходунки, ванны, ну и различные средства гигиены. Как бы по необходимости все это оснащено. Следующий слайд. На протяжении всего обучения осуществляется сопровождение обучающихся с инвалидностью и документальное сопровождение. Личное дело оформляет социальный педагог. Личное дело формируется из документов. Это справка медико-социальной экспертизы, заключение ЦМПК, а также лично-бытовых условий, индивидуальный план работы со студентом, социальная карта, семьи, данные психодиагностических исследований, результаты коррекционно-развивающей работы, сведения об успеваемости и личных достижениях в спорте и творчестве, конкурсах и олимпиадах, выписки из ИПА. Социальный педагог, кроме документального сопровождения, проводит социальную диагностику в форме беседы со студентом, проводит исследования сферы отношений, выясняет бытовые условия жизни студентов, оказывает им помощь в организации среды для благополучной социализации и вовлечения в систему поддерживающих и развивающих социальных связей и отношений. Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение ведет команда специалистов по направлению. Заместитель директора, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, методисты отделения, руководители, кураторы групп и воспитатели. Следующий слайд. Социально-педагогическое сопровождение в колледже решает спектр вопросов социального характера, от которых зависит успешное обучение лиц инвалидности и ОПЗ. Это создание солидарности, культурной среды, волонтерская помощь, содействие решению бытовых проблем, пропаганда здорового образа жизни, привлечение регулярным занятиям спортом, да, с учетом индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение социального
социальной поддержки, это государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, бесплатное питание при наличии у студента статуса ребенка с ограниченными возможностями педагога. Следующий слайд. Педагог, психолог проводит психодиагностическое обследование, обеспечит методическое обеспечение комплекса работ по психопедагогическому сопровождению. Следующий слайд. Педагогам-психологам устанавливается отсутствие предпосылок для освоения образовательных программ, установленных, к ним относятся достаточно высокий уровень направленности на получаемую профессию, наличие сформированной профессиональной учебной мотивации и ощущение самоэффективности в общении. Следующий слайд. Педагогическое сопровождение и воспитательная работа реализуется в колледже на основании программы профессионального воспитания Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Павловича Нагозова. Цель программы – это содействие формированию гражданина, личности, будущего медицинского специалиста среднего звена, обладающего высокими нравственными качествами, культурой, интеллигентностью, социальной активностью. По всем направлениям программы включены студенты с ОВЗ инвалидности. Следующий слайд. Одним из новых направлений программы профессионального воспитания в текущем учебном году стала программа «Культура современного специалиста». Реализация данной программы осуществляет руководитель группы студентов первого курса. Мероприятия, включенные в программу, являются адаптационно-развивающими, снижающие тревожность, ориентированы на актуализацию студентов первого курса, положительную мотивацию учебной деятельности и формирование общеучебных умений, составляющих основу непрерывного образования личности. Конечным продуктом заложен проект. Студенты защищают свой проект по специальности, в которой они обучаются. Руководитель и куратор группы также совместно с методистами учебной части осуществляют при необходимости содействие прохождения промежуточных аттестаций, сдачи зачетов, корректируют взаимодействие студентов с ОВЗ инвалидностью и преподавателей в учебном процессе. Руководитель-куратор группы способствует формированию позитивного отношения студентов к ОВЗ инвалидности в учебной деятельности, овладению общими компетенциями, развитию познавательной активности, изучению культурных запросов студента, а воспитатели в общежитии оказывают помощь потом. Следующий слайд. В текущем 2020-2021 учебном году в колледже обучаются 7 студентов-инвалидов, из них двое имеют статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Также на слайде вы можете посмотреть также обучение студентов за последующие годы. Верните, пожалуйста, да. Также, что у нас в 2019-2020 году обучалось 4 студента-инвалида, в 2018-2019 году 5 студентов-инвалидов. Успешно заканчивают. Следующий слайд. Да. Студенчество, конечно же, это не только лекции, но и яркая неучебная жизнь, культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности, таланты студентов с инвалидностью и ВСН. И, конечно же, им помогает в этом педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагоги физического воспитания. Студенты с ОВЗ инвалидностью наравне с остальными студентами участвуют в концертах, республиканских конкурсах и спортивных мероприятиях. Например, вот студентка с инвалидностью по слуху участвовала в республиканском конкурсе «Я вхожу в мир искусств». Номинация «Жестовая фигура», получила сертификат участия. Она же также участвовала в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудовой обороне» среди инвалидов и отмечена грамотой за лучший результат упражнений на сгибание и разгибание рук в лежа. Также студентка-инвалид по зрению участвовала в республиканском конкурсе за здоровый образ жизни, номинация «Видеофорум». Получила также сертификат участника. Вообще студенты с инвалидностью и ограниченной возможностью здоровья состоят в составе студенческого самоуправления, где активно себя проявляют. Наравне со всеми участвуют в олимпиадах и конкурсах. Студенты, обучающие по специальностям сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология, ортопедическая, ежегодно участвуют в чемпионате Белинки. Компетенции медицинский и социальный код. Чемпионаты Белинки дают возможность нашим студентам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, заявить о себе, продемонстрировать профессиональные способности, что способствует их дальнейшему трудоустройству. И, конечно же, приятно, когда наши студенты в чемпионате Белинки занимают призовые места. Например, в 2019 году первое место заняла студентка по специальности сестринское дело, инвалид по зрению. Третье место студентка по специальности стоматология ортопедическая с инвалидностью по слуху. Также была отмечена студентка сестринского дела, инвалид по слуху, номинация «Трудолюбие и стремление познать новое». В 2020 году третье место студентка по специальности сестринское дело, инвалид по слуху. Также были отмечены такие номинации, как четкое отношение к пациенту, специальность сестринское дело, номинация «Ответственность за в работе», специальность лабораторная диагностика, студентка инвалидностью по слуху.
Следующий слайд. Работа и подготовка к трудоустройству студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в колледже осуществляется уже в период прохождения производственной практики. Студенты проходят практику на общих основаниях, так как не нуждаются в специально оборудованных рабочих местах. Так же, как и за всеми студентами инвалидностью, закреплен руководитель практики, который сопровождает его на протяжении всего периода. Не возникает трудностей при трудоустройстве выпускников инвалидов. Мы сопровождаем и ведем мониторинг трудоустройства, знаем, где работают наши студенты. Например, выпускница специальности сестринское дело, инвалид по зрению, работает медицинской сестрой в Вышинской городской больнице в гинекологическом отделении. Выпускница инвалид по слуху работает медицинской сестрой в школе, а вот выпускница сестринского дела, инвалид по зрению, продолжила обучение в медицинском институте. Таким образом, хотелось бы сказать, что мы видим, что возможности у студентов не ограничены, созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии, главное – пользоваться ими. Спасибо большое. Можно мы не будем задавать вопросы, потому что у нас ограничено время до 14:00. Я хочу, чтобы все успели тогда выступить, кто желает. Передаю сразу слово нашим потенциальным поставителям наших студентов, то есть тех, кто нам готовит учеников. И очень хотелось бы узнать, как наставничество развито в общеобразовательном учреждении. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы являемся руководителями детских объединений школы-интерната номер 4 города Сыктывкара. Тема нашего выступления – это… Форма, да. Школа, наверное, номер 4, вот там, презентация. Да? Спасибо. Тема нашего выступления – это форма наставничества ученик-ученик как инструмент личностного развития обучающихся с особыми образовательными потребностями в деятельности детских объединений. В нашем учреждении реализуются адаптированные образовательные программы, которые имеют ярко выраженную коррекционную направленность. Адаптированные программы предусматривают организацию коррекционно-развивающей среды, которая создает условия именно для личностного развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день в нашей школе обучается 95 обучающихся с особыми образовательными потребностями со всей Республики Коми. Обучающиеся с нарушениями слуха, из них дети с комплексными сложными нарушениями развития, а также дети с нарушениями речи. Можно следующий слайд? Обучающиеся приходят с разными образовательными потребностями и возможностями, уровнем подготовленности и опытом взаимодействия. Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обуславливают ряд трудностей, ряд особенностей в формировании личностного развития обучающихся. И таким образом возникает вопрос – как повысить уровень личностного развития при наличии разных стартовых возможностей, именно обучающихся с особыми образовательными потребностями. И вот в ходе практики мы выделили такой ключевой ориентир. Это именно создание модели наставничества ученик-ученик, как один из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищенности, атмосферы психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах. В нашем учреждении организовано эффективное взаимодействие детских объединений. Верните, пожалуйста, слайд. Это клуб «Солнышко» 1-4 классы и клуб «Радуга» 5-10 классы. Объединение инициативной группы обучающихся 5-10 классов клуба «Радуга» в данном случае выступают в качестве наставников. Наставляемые – это обучающиеся с особыми образовательными потребностями детского объединения клуба «Солнышко». Следующий слайд. Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями, помощь в адаптации к новым условиям обучения. Основные задачи представлены на слайде. Следующий слайд. Результатом работы наставников является это высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные, образовательные процессы, повышение успеваемости в школе, улучшение психоэмоционального фона, количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образовательных проектов. Следующий слайд.
Приоритетным в организации модели наставничества ученик с обучающимися с особыми образовательными потребностями является именно принцип формирования речевого общения, что предусматривает создание специальных условий для реализации потребностей детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. Успешное развитие языковых способностей происходит именно в жизнедеятельности детских объединений. Происходит прохождение всех этапов становления и развития личности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. Это обеспечивается за счет целенаправленного использования разнообразных форм взаимопомощи и поддержки в таких направлениях, как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Взаимодействие наставников в наставляемых ведется в режиме специальных внеурочных мероприятиях, таких как сюжетно-ролевые игры. Следующий слайд. Это рейды, обучающие акции, фольклоры, праздники, конкурсы, соревнования, походы, организация зарядок, также изготовление подарков к значимым праздникам, мастер-классы, выставки и реализация доступных проектов и другие. Следующий слайд. Хорошим показателем наставничества в детских объединениях является участие обучающихся с особыми образовательными потребностями в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня, выставках, городских массовых мероприятиях. Результативность взаимодействия подтверждается и активным включением обучающихся с особыми образовательными потребностями в деятельность именно общественных, внешкольных организаций, учреждений культуры, а также и успешностью выпускников школы в выборе профессий. Ну и по результатам проведенного анализа вовлеченности обучающихся в практику наставничества можно утверждать, что благодаря именно ролевой модели ученик-ученик, обучающийся младших классов и старшеклассники получают широкий опыт взаимодействия и продуктивной социально значимой деятельности. Таким образом, организация наставничества ученик-ученик в детских объединениях закладывает основы непрерывного процесса самореализации и саморазвития обучающихся с особыми образовательными потребностями. Благодарим за внимание. Все-таки, когда дети общаются на одном уровне, это более продуктивно. Они как бы, наверное, мы действительно уже немножко устареваем, не можем донести до ребенка некоторые моменты, которые они на своем уровне будут быстрее как бы научат. Да? Главное, чтобы наставник. Конечно, очень важно. Здесь как раз именно в этой деятельности и формируется речевая деятельность, что и важно в дальнейшем в СПО, как раз, конечно, для коммуникации. Да, спасибо большое. Передаю тогда слово Сыктывкарскому колледжу сервиса. У вас 5 минут. Всем здравствуйте. Я хочу рассказать вам о том, как зародился наш проект «Творческая перезагрузка», как одна из форм наставничества. На данный момент в Сыктывкарском колледже сервиса и связи обучается 49 человек с инвалидностью и ОВЗ, с такими нарушениями, как задержка психического развития, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха, психические расстройства, расстройства аутистического спектра, неврология. Обучаются по специальностям как парикмахерское искусство, экономика и бухгалтерский учет и делопроизводство. Поработав с ними, можно сделать вывод, что студенты испытывают такие проблемы, как высокая тревожность, неумение работать в коллективе, неприятие себя, страх и трудности выражения своих эмоций. Дальше. Решением данных проблем мы посчитали создание творческого проекта «Дорога радуги», который поможет студентам разрешить их трудности. В 2018 году педагогическим коллективом базовой профессиональной образовательной организации Сыктывкарского колледжа сервиса и связи был реализован творческий проект «Дорога радуги». Данный проект стал лауреатом республиканского конкурса «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ» 2018 года. Целью проекта являлось создание условий для психофизической и эмоциональной разгрузки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. И в конечном итоге их социализации в общеобразовательном пространстве колледжа путем обучения студентов разным формам творчества. Конечным результатом проекта стала выставка творческих работ студентов. Творческий проект
был представлен несколькими направлениями. Педагог-психолог проводил тренинги на сплочение коллектива, создание благоприятного психологического климата, формирование команды. Куратор группы организовывал экскурсии в Национальную галерею, где студенты знакомились с различными жанрами искусства. Подождите, это уже очень далеко ушли. Так, где студенты знакомились с различными жанрами искусства, выразительными средствами живописи, графики и скульптуры. В ходе реализации проекта студенты получили представление о разнообразных направлениях живописи, узнали о биографиях и творчестве великих художников, участвовали в мастер-классах, применяя различные техники рисования. По окончанию реализации этого проекта мы сделали вывод, что творческая деятельность благоприятно влияет на студентов, и у них происходит развитие наглядно-образного мышления, активности, самостоятельности, инициативы, умение выслушивать и выполнять задания, доводить начатую работу до конца. Окружающая жизнь дает студентам богатые впечатления, которые они потом отражают их в рисунках, в аппликациях. Но в этом проекте некоторые аспекты затронуть так и не удалось. И возникла необходимость создания нового проекта, который поможет студентам адаптироваться к коллективу и разрешить межличностные конфликты, поддерживать объективную самооценку и чувство уверенности в себе, управлять своими эмоциями. Вот как раз творческое. Вот. Угу. Наш проект называется «Творческая перезагрузка», как одна из форм наставничества. Проект занял первое место в республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ». Цель нашего проекта была организация арт-терапевтического клуба для обучающихся колледжа с инвалидностью и ОВЗ, который имеет 3 направления. Дальше. Первое направление – это цикл психологических занятий «Познай себя». Второе направление – библиотерапия под названием «Громкие чтения». Третье направление – это правополушарное рисование. С помощью первого направления занятий «Познай себя» студенты узнают себя через проективные тесты, упражнения, работу с метафорическими картами. Второй блок направлен на проработку своих чувств после прочтения рассказа посредством беседы. И третий блок направлен на выражение своих чувств на бумаге или холсте в виде рисунков различных техников. Дальше расскажу поподробнее об этих направлениях. Программа направления «Познай себя». Цель этой программы – содействовать развитию студентов навыков самопознания, увидеть свои цели и достоинства, исходя из этого строить свою жизненную позицию. Дальше. На занятиях «Познай себя» мы с ребятами выполняем проективные упражнения, тесты, с помощью которых мы узнаем, как мы воспринимаем мир и чем живем. Приятно, что многие студенты воспринимают мир сердцем и душой, чувствительны и склонны к состраданию. Проективные тесты помогают нам определить важные аспекты жизни и личности, к чему мы стремимся и чего бежим. Дальше. С наступлением Нового года по метафорическим и ассоциативным картам мы с ребятами определяли, на что надо обратить внимание в 2021 году. Кому-то из ребят выпало прислушаться к себе, кому-то слушать свое сердце, а кому-то и раскрыться. Все толковали ребята самостоятельно значение карт. Было интересно. Дальше. Секунду. На занятиях мы изучали упражнения, которые помогают в нужное время сбросить эмоциональное напряжение. Выучили упражнения, такие как лимон, муха, сосулька. Дальше. А еще мы на занятиях прокачиваем свое креативное мышление с помощью друдлов и устных упражнений. Дальше. Второе направление, о котором я расскажу поподробнее, это библиотерапия. Название «Громкие чтения». Цель этой программы – эта программа направлена на оптимизацию эмоционального состояния обучающегося с помощью направленного чтения специально подобранной литературы. Дальше. На занятиях по библиотерапии студенты вначале прослушивают рассказ с коротким сюжетом. После прослушивания студенты выражают свои чувства и эмоции, которые они испытывали во время прослушивания истории. Обязательно выполняют творческие упражнения. Например, раскрашивают в различных техниках или делают пластилиновую картину. Дальше. На одном из занятий студенты познакомились с рассказом «Часы». Каждый участник представил и нарисовал свои часы. Мы обсудили, из каких основных деталей они сделаны, что в часовом механизме каждая деталь выполняет свою функцию. Стрелки указывают на время, на циферблате изображены цифры, шестеренки и пружинки приводят в движение стрелки. Каждый участник выбрал себе деталь, которая больше всему нравится, либо с какой он себя ассоциирует. Затем, выполнив несколько упражнений, мы пришли к выводу, что если стрелка просто, то она не часы, а без шестеренки они не пойдут. Так и коллектив, это команда, в которой каждый человек ценен и важен.
Третье направление – это правополушарное рисование, цель которого состоит в гармонизации психического состояния обучающихся через развитие способностей самовыражения, самопознания с помощью изобразительных инструментов. Методы, которые мы использовали в правополушарном рисовании, это пальчиковое рисование, потоковое рисование, то есть интуитивное, да, ниткографика, рисование нитью, акварелью по-сырому и акварелью по-сырому. Вот вашему вниманию представлено рисование в стиле поп-арт. Дальше. Во время реализации проекта психологам было проведено промежуточное диагностическое исследование, из данных которого можно сделать вывод, что реализация проекта положительно повлияла на студентов. Благоприятные результаты выражаются в том, что снизился уровень тревожности, повысилась самооценка, уверенность в себе. Студенты научились анализировать и обобщать информацию о себе, делать по ним выводы. Студенты могут правильно выражать свои мысли, чувства, эмоции. На занятиях раскрылись творческие способности и возможности студентов. Занятия поспособствовали сплочению коллектива. В данном проекте воспитатель, педагог-психолог и тьютер, которые работают, реализуя программу этого проекта, они являются наставниками, проводниками по дороге решения проблем, с которыми встречаются ребята. И мы рекомендуем проект «Творческая перезагрузка» для дальнейшего использования в других образовательных организациях. Молодец. Спасибо. Ну, а теперь мы с вами рассматривали школу, рассматривали профиль. Теперь последний, контрольный. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, увидев вчера программу Билимпикса и свое последнее выступление, я поняла, 3 слайда достаточно. Да, все как обычно. Но я не буду рассказывать вам о том, как мы работаем с особенными детьми. Да, я представлю те модели наставничества, которые есть в Академии. Может быть, кому-то будет интересно. Вы можете всегда на нас выйти, и мы можем поделиться, да, как мы все это реализуем. Но основная часть нашей модели наставничества направлена на решение 3 задач. Это, во-первых, адаптация детей и педагогов к новым условиям. Второе – это самоопределение в профессиональной деятельности. И третье – это раскрытие творческих способностей, каких-то внутренних резервов. Потому что бывает ситуация, когда детки приходят на 1 курсе, они зажаты и раскрываются уже на 4 либо на 5 курсе. Всякое бывает. Поэтому вот у нас основные модели взаимодействия, которые они есть. Можно, да? Не нашли? Ну, вот у нас основная система взаимодействия – это взаимоувязка идет школа, вуз и работодатель. Да? Если, вот как раз пока откроете, если на уровне взаимодействия со школой модели, да, это идет 3 основных направления деятельности. Это дополнительные образовательные программы для детей, это дополнительное профессиональное образование для педагогов, учителей и организация различных мероприятий для вовлечения их в среду вуза. Вторые мероприятия в рамках вуза – это, конечно же, подготовка профессиональных кадров прежде всего. Да? То есть здесь ориентация на практическую деятельность студентов, на их раскрытие, их взаимодействие с работодателем, получение практических навыков. И третья структура на взаимодействие – это взаимодействие именно с работодателем. Да, конкретно, что мы готовим выпускника именно для работодателя, целенаправленно формируя эту целевую модель и готовя его к профессиональной деятельности. Можно дальше следующий слайд. Вот если мы говорим с вами об опыте реализации модели наставничества школа-вуз, что мы делаем? Мы соединяем ученика, студента и преподавателя. Каким образом мы это делаем? Мы организуем дополнительные образовательные программы, что я вам говорила, вовлекаем учащихся школ в проектную деятельность, мы рассказываем, как это делать, мы их учим этому и организуем профориентационные мероприятия, в том числе с учетом атласа новых профессий, проводя мероприятия по финансовой грамоте. Вот этот спектр у нас тоже очень большой. Здесь же функционирует у нас модель учитель-преподаватель, когда наши педагоги, наши сотрудники обучают учителей, да, проектной деятельности, обучает их, как работать с детьми по проектной деятельности и становлению обучающихся. Ну и, конечно же, вот у нас новая модель в этом году заработала, мы очень гордимся, ученик, слушатель ДПО. У нас реализуется в этом году Министерство лидеров, программа подготовки детей из сельской местности, проектной деятельности, инновационному мышлению, управленческим компетенциям. И в этом году они делают проекты свои. И самое интересное, что экспертную оценку сопровождения проектной деятельности этих детей будут делать резервисты, да, команда главы Республики Коми. И защита этих проектов будет у нас уже идти в Госсовете, по-моему, в апреле месяце, если я не ошибаюсь, по графику уже стоит. То есть это инновационный проект.
Но если говорить кратко, это у нас два проекта, которые были. Проект «Профессариум», он был реализован в 2019 году, победитель конкурса президентских грантов. И в этом году мы этот проект продолжили. Это проект Министерства лидеров. Я останавливаться не буду, я думаю, презентация разжили, да, Александр? Опыт реализации модели наставничества именно в нашем вузе. Это студент-студент, обязательно студент-студент. У нас система кураторства только на первом курсе. Первый курс – это вовлечение в вузовскую среду, это адаптация к условиям, это воспитание традиций, это воспитание культуры. Второй, третий, четвертый курс у нас уже нет кураторов, у нас здесь работают студенты. Это студенческое самоуправление и различные уровни организаций. Это и волонтерская, это и научная деятельность, это различные кружки. То есть каждый студент, если он хочет, он найдет себя. То есть мы всегда открыты и всегда помогаем в любом направлении действовать. Студент-преподаватель, ну, конечно же, это кураторы, как я вам сказала. Со второго курса, как правило, дети определяются своим направлением исследований. И поэтому выбирают того преподавателя, с которым они работают дальше фактически до конца обучения. Да, то есть вот это у нас оно очень четко взаимосвязано. Ну и, соответственно, подготовка к участию в различных конкурсах. Да? Кому что интересно, к тому мы его и готовим. То есть кто-то наукой занимается, кому-то нравится видео снимать, кому-то нравится волонтером быть. Да? Что они хотят, то они делают. Причем без привязки к направлению подготовки совершенно. То есть, может быть, человек учится там на государственном муниципальном управлении, но при этом он увлекается видеороликами. Мы даем ему эту возможность, да, то есть все это делать. Ну и преподаватель, конечно же, всегда это советская школа. Мы ее продолжаем и всегда это используем. Это проведение методических семинаров по обмену опытом. Причем, если мы говорим про эти методические семинары обучающие, это не всегда старший учит младшего. У нас бывает и наоборот. Потому что бывает, что педагог, который только пришел, но он обладает инновационными навыками, например, в сфере IT-технологий, да, и он учит пожилое поколение. Либо наоборот, да, то есть мы всегда открыты и всегда обмениваемся опытом. Взаимопосещение учебных занятий у нас обязательно, да, то есть когда старшие преподаватели посещают младших преподавателей для того, чтобы дать какую-то оценку деятельности. Ну и у нас практикуются публичные отчеты по научной и иной деятельности преподавателей. То есть если есть какое-то направление деятельности, оно перспективное, защищается публичный отчет. Что сделано и что планируется делать, и какая помощь нужна, и чтобы дали как бы рекомендации по тому, что дальше им делать. Ну, третья модель – вуз-работодатель. Здесь у нас, конечно, понятно, что мы как вуз изначально взаимодействуем с работодателем, даже начиная с проектирования образовательных программ, да, то, к чему мы и готовим. Это здесь подготовка к участию в конкурсах, то есть традиционные конкурсы есть, и мы заранее с третьего курса уже готовим детей к участию в этом конкурсе для определения их самоопределения в профессиональной деятельности. Это подготовка выпускных квалификационных работ по заказу органов, у нас каждый год формируется этот перечень. Ну и у нас в этом году в разработке новый проект, может быть, кто-то себе возьмет и, может быть, понравится, это проект «Общественный прием», помощник. То есть каждый студент, начиная с третьего курса, будет закреплен за какой-то организацией, в каком-то структурном подразделении и будет выполнять функцию общественного помощника, получая практический опыт работы, чтобы он на выпуске приходил не нулевой, а он знал деятельность данного отдела, чем занимается организация, то есть его не надо было бы уже учить. Причем именно на общественном начале. Когда мы с студентами разговаривали, они говорят, да, мы согласны, мы хотим, если мы будем знать, что мы получим знания, и нас туда еще и возьмут на работу. Ну, мы знаем, что в организациях часто бывает, не хватает рук, там, сшить личное дело, набить статистические данные. То есть, работа бывает. Но именно на этом уровне механической работы бывает, что развиваются именно навыки деятельности и аналитики. Ну, конечно, и тебе присмотрелись, ты уже вошел в коллектив, то есть ты приходишь после вуза, и ты понимаешь, что ты уже эту работу знаешь, ты просто входишь в коллектив уже как в командной работе. Ну и преподаватель, работодатель, я даже не буду, наверное, рассказывать, здесь организация профориентационных мероприятий, выход с экскурсиями, приглашения, да, то есть здесь есть большая роль преподавателя, конечно, есть. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, я за 5 минут уложилась. Уважаемые коллеги, еще сказать, всем тогда большое спасибо за работу. Я думаю, что были моменты, которые были интересны, какие-то новшества, которые мы можем увидеть для себя. Все презентации будут собраны и разосланы всем участникам. Вы скачайте единарь, тогда скиньте, с кем общаться. Хорошо? Прям участникам, да? Давайте. И как бы, да. Все, тогда всем спасибо за работу. Спасибо.